Телеграм тоже. Так. Эфирге чыгара болдым. Давно, как говорится. Так много времени у меня не было выходить. Кещами ТикТокта едем. ТикТокта, но я не смог его вытащить. Тут тоже не тянет интернет, очень слабый. Поэтому как бы я не смог. Вот. Примерно так. Ну, темы эфира пока у меня нету, как обычно. Потому что я пока не в попад живу, короче. Непонятно. Ну, будем что-нибудь слушать вместе. Подумаем, послушаем деген кебек. Потому что дұрысын айтсам, такая цикл такой, знаете, вот какой-то вот. Вроде бы я где-то, ну, так сказать, остановился. Вроде бы я и живу, но в то же время я остановился. И поэтому у меня, ну, нельзя сказать это тупиком, а можно сказать так, я тут потерян, пока я потерянный. И все вот эта обстановка, как будто я зазеркалье, где-то там, как Алиса зазеркалье, да? Пиздец, что за мысли, да, у меня? Вот какой-то вот такой странный момент у меня. И такое уже раньше тоже было. Я это только одним моментом только называю. Успокаивая себя, но в то же время ругая себя. Убивание времени. Я убиваю время. И жестко убиваю время, и поэтому хотя бы, если себе нет пользы, хоть кому-то хочу какую-то пользу дать. От, хотя бы от моих разговоров, может, какая-то польза будет. Вот примерно так. Наверное, столько тем, тут разные темы я наблюдаю здесь вот в этих, так сказать, новостях очень много. Ну, вот вопрос украинских территорий, говорится, тут еще. Что тут происходит, блин, за весь день, что произошло, непонятно. Хочется порыть все новости, подумать о новостях. Рахмат, iki киши уже. Вот. Вопрос украинских территорий решен. Зеленский едет на куда-то. Вот. Можем послушать, о чем говорится там. Нехта. Ну, я Нехту слушаю, потому что она такая быстренькая. Информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях Нехту. в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать. Выступили практически с идентичностью. Послушать вместе. Переговоры в Женеве, похоже, привели к сближению позиций США и Украины. Стороны выступили практически с идентичными заявлениями. Сильно орет. Обе стороны согласились с тем, что консультации были весьма продуктивными. Обсуждения продемонстрировали Я, как обычно, прогресс в согласовании позиций и определении четких в ресторанном отсеке, ну, так сказать, что любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечить за столами все устойчивый и сидят, справедливый мир. потому что президента Украины не все хотят спать. Владимир Зеленский напомнил, какими принципами руководствуются представители Києва на переговорах. І важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієві. І щоб все було працездатне. Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована – це добре. Дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє. Вот этот момент хотелось бы, конечно, по-русски услышать. Там очень мелко написано, читать надо. План будут дорабатывать. Финальное решение, подчеркивают, в Киеве примут два лидера – Зеленский и Трамп. Больше деталей дают неофициальные утечки. Источники РБК
Украина утверждают, в Женеве случился тихий, но серьезный сдвиг. На воскресной встрече представители США и Украины смогли согласовать львиную долю из 28 пунктов мирного плана. Самое конфликтное положение переписать. Переговорщики несколько часов перерабатывали документ, и результат оказался 14 человек. куда ближе к Всем украинской салям. позиции, чем первоначальный вариант. Пока, если кому интересно, можете вопросы задавать, там, если есть желание, если не спите. У меня время 11:16. Ни о русской церкви, ни о русском языке, ни об ограничении украинского вооружения. Самая чувствительная территория и требование закрепить отказ Украины от НАТО в Конституции. Эти вопросы решили вынести за скобки и оставить на обсуждение лично Зеленского и Трампа. Президенты могут встретиться даже на... Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Да, ассалам алейкум всем. Привет, о чем общаемся? Ну вот, пока темы эфира нету, слушаем новости, а потом уже будем думать, какие темы будем поднимать и развивать. Я где нахожусь? Я в лагере. Добрый вечер. О чем контент? Контент о сносе московского ига. Можно так назвать. Не, ну, как обычно у нас в моем канале, получается, только разговоры идут, дорога все в Рим ведут, но у нас все дороги ведут в Москву. Пока Москва жива, мы, как говорится, должны долбить про это. Примерно так. Получается, здесь больно что-то бла-бла-бла много. Тем временем агрессор демонстрирует свое стремление к О, миру в налет на своем Харьков, стиле. есть погибшие. Россия нанесла 15 ударов по Харькову. Пиздец. Результат: 4 погибших, 17 пострадавших. Под массированной атакой были энергообъекты и тепловая инфраструктура. Это мне повезло, что я вот в этом Вот, а моя тетя оттуда, с этих краев. Сумской области, Харьков, Это уже Сумская второй область, такой налет вроде за 4 рядом она дня. там. 19 ноября российские беспилотники А тут обрушились на долбят. город с той же жестокостью. Ранения тогда получили 46 человек, включая детей. Да. В Чернигове шахед попал в частный сектор. В области в результате российского налета возник масштабный пожар. Еще одной целью захватчиков стала портовая инфраструктура Одесской области. В каком лагере? В результате возник пожар на судне. Ну, обычном европейский лагерь. Минобороны Великобритании заявила, что Королевский Зимний. флот перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня», которые прошли вдоль британского побережья. Источники Associated Press и Independent уточняют, российские суда неспешно шли через Турбский пролив на запад, но без присмотра Лондона их не оставили ни на минуту. Блять, что за Британский слово патрульный такое? корабль «Северн» 2 недели вел их по морскому коридору, пока наблюдение не передали союзнику НАТО у берегов Если Британии. все говорят При этом сам «Северн» про продолжил Москву, идти значит она рядом. Сроки впереди. операции британцы не раскрывают, Не, это не подчеркивая, работает что это тоже. часть постоянного взаимодействия внутри Вот, альянса. русский военный В корабль Лондоне явно перехвачен. хотят показать каждое движение российского флота вблизи их вод. Я имею в виду не территориально. останется без реакции. Территориально Европа. Британия отправила в Исландию 3 новейших самолета «Посейдон». Это уже элемент крупной миссии НАТО по отслеживанию российских кораблей и подлодок в Северной Атлантике и Арктике. По данным Минобороны Объединенного Королевства, за 2 года трафик российских судов рядом с британскими водами вырос на 30%. И беспокойство Лондона понятно. Очередная бомба в связи с коррупционным скандалом в Украине, пока не разорвавшаяся. «Украинская правда» раскрыла, кто из соратников Зеленского едва, а может пока, избежал крупных проблем. Издание утверждает, что в офисе президента готовили беспрецедентный шаг на Я в недавнюю Германии встречу пока Владимира еще. Зеленского с фракцией «Слуга народа» и Понятно. председателю Давиду Ну Арахаму мы рядом, собирались рядом, включить подозрения по в соседству. госизмене. По версии источников «Украинской правды», именно его хотели назначить виновным в утечке по делу Мидас. К такому решению, по данным издания, президента подталкивал глава его офиса Андрей Ермак. Напротив, целая группа депутатов из пропрезидентской фракции, которых издание называет коалицией решительных, Зрение подпишет и выдвинет такие обвинения. Отставок и даже попал под массированную атаку беспилотников. Местные жители сообщали о десятке громких взрывов. О, Кстов под ночным ударом. Это вообще класс. Лукойлу не
Нижегородская область, Кстово. Я его проезжал постоянно, когда домой ездил. Под ночным ударом. Это радует. Нормально горит там что-то. Из-за угрозы аэропорт Нижнего Новгорода ввел план «Ковер». Классическая реакция на беспилотники. Прием и отправка рейсов были надолго остановлены. Привет, давно не Российская бачились. Минобороны тем временем Да? заявила о Значит, смещении давно не перехватить заходили? Или я не 93 выходил? дронов по всей стране. Я Сегодня уже из них это приходились второй, на третий Нижегородскую область. это делаю, стрим. Берлин выступил против одной из ключевых идей американского мирного плана – возвращения России в Большую Восьмерку. С таким заявлением выступил Фридрих Мерц, дав понять, что это не только позиция его страны. Если Да, что-то гори, и гори, должно ясно, измениться, но- то это может быть решено только всеми, кто сегодня входит в G7. В настоящий момент я не вижу среди 6 нынешних членов G7, не являющихся Америкой, готовности снова принять Россию в этот круг. Deutsche Welle отмечает, всего сутки назад похожим образом высказался Эммануэль Макрон, дав понять Вашингтону, Европа не собирается делать Москве политические подарки, пока продолжается война. Напомним, Россию выбросили из клуба самых развитых и демократических стран еще в 2014 году после оккупации Крыма, и за прошедшие 11 лет предпосылок для ее возвращения, по словам Я вас не видел, лидеров, видно, разное не время появилось заходили. вообще. Ну, я вот в последнее время вот ночью делаю. Вчера в Лукашенко ТикТоке взялся за сидел старое. 1,5 Литва часа. снова вынуждена закрывать воздушное Не могу вытащить пространство, его. а Вильнюсский аэропорт дважды останавливал работу. И все из-за огромных свыше 40 таких объектов. Последствия Ну, такой, знаете, 6 часов назад это... МВД заявляет, группа готовила мутатов и другие лица. Следствие утверждает, эти люди планировали серию митингов, Гранаты РГД-5, боеприпасы. суды уже начали отправлять фигурантов в СИЗО. В общем, теперь и в Кыргызстане надела этот наряд вскоре после того, как ей отказали в разрешении. Этот репрессивный, радикальный и нерелигиозный головной убор, который ставит под угрозу на... К австралийским мусульманам это абсолютно неконституционно. С этим нужно разбираться немедленно, прежде чем мы продолжим. Это позор, это стыд. Это уже не первый раз, когда Полин Хэнсон использовала головной убор, который носят некоторые мусульманки в качестве политического реквизита, чтобы добиться его общенационального запрета. Как ваши дела? Вы открыли Отдельное кафе? спасибо, что досмотрели до Нет, конца. Спасибо ничего за не ваше смогли мы до ума довести, ничего не открыли. Полный этот бзик. Короче, тут какая-то хрень. Так, давайте что-нибудь по другой послушаем. Да, сегодня интересный такой момент был. Давайте лучше я вам здешние моменты расскажу. Прикольные. Мне так быстренько пришлось шмыгнуть в этот местный город. Ну как это, деревня, короче, местная. Пипец, я съездил туда и обратно. Ну, даже на велике еле как, блин, полчаса ехал. Ну, в дыре, короче, мы сейчас находимся конкретно, оказывается. Я вылез, хоть там какую-то цивилизацию увидел. А то мы же в этом долбанном железном ангаре живем. И вот, посмотрел город. Ну, город такой, знаете, как будто бы то ли в Германию попал, то ли, блин, в Данию попал, блин. Короче, между этим, короче. Да, люди тоже какие-то контуженные. Везде велодорожки. Это хоть, ладно, прям везде велодорожки. Хоть там повеситься можно с их километражом велодорожек. Везде велодорожки, но везде вот эта брусчатка долбанная на дорогах. Или как, короче, я съездил. А так, что я хочу сказать. Встретил 2 пацанов, украинцы. А что не встретить, да ведь? И тут пошло-поехало. Сейчас их так расскажу, а потом тоже вот, все. Украинский день у меня сегодня был. Эти двое, короче, один говорит, 3 года живу, где-то там, в общаге.
пипец, говорит, жопа. В общаге живет. А второй год только приперся. Тоже в общаге живет. Ну, короче, молодые и не молодые, непонятно какие-то странные чуваки. Ну, вообще странные, короче. Как эти ботаны, короче. Один ботан, а другой такой, зажигалочка такая. Один ботан, другой зажигалка. Короче, вдвоем спелись они, наверное. Ну, в итоге, короче, они там в магазине на русском говорят. Думаю, ну-ка, что за фигня, короче. Познакомился, не помню, как зовут, короче. Это с именами у меня тяжело, блин. То ли что-то такое Сергей сказал, не помню, короче, ладно. И вот так поговорили. Я говорю, что делаете? Работаете? Нет, говорит, не работаем. Я говорю, что за на? Я говорю, блин, что вы, придурки, работаете? Я говорю, блин, что не работаете? 3 года не работает этот, блин. Другой год не работает. Какого хрена тогда вы что живете, я не могу понять. Я говорю, на что? Денег нету, говорят. Ну, конечно, денег нету, работаете. Вообще меня вот это вымораживает, блин. Я тут, блин, работаю у них же, в Париже работаю с этими, блин, игорьками всякими, которые меня кидают, блин. А тут, блин, они живут, блядь, и не работают. Нет, вам дали документы. Какого хуя вы не работаете? Вот этого я не могу понять. Ладно, 2, короче, сосунка, так сказать, блядь. Молодые долбоебы, мне показалось, блядь. Хрен с ними. И тут, короче, мне пишет в Фейсбуке женщина одна. 4 детей. Живут сейчас на Лазурке в Ницце. И им, понимаешь ли, там что-то не прет. Ну, мы разговорились, я говорю, ну, я тоже говорю во Франции. Меня тоже что-то этот не прет там. И в итоге, короче, бла-бла-бла. И эти, короче, женщина говорит, можно вам напишу? Я говорю, ну, пишите. Я говорю, я вам посоветую. И вот она, короче, просится сюда приехать, короче. Она хоть сюда, короче, намылилась. Говорит, это лягушачий язык, нахуй, туды-сюды, короче. И мне не нравится. Хочу приехать. А я говорю, что, почем там? Замужем, не замужем? Я так-то пробиваюсь эту тему еще. Говорит, не замужем, развидел раз. Детям, говорит, от 16 до 8. Ну, 4, короче. 4 детей, не замужем, 40 лет. Я говорю, окей. И, короче, я подтягиваю эту тему такой, намекаю, блядь. Она такая, ой, я пошла спать. Ну, я говорю, ну, катись нахуй. Короче, в итоге, короче, она пошла спать. Но самое интересное, в момент один, она по всему интернету пробивает, как можно приехать в другую страну. Я не могу понять, блин. Что у вас учить? Сейчас украинцев мне осталось учить, как приехать, что ли, сюда. Катаются по всей стране. Ну, конечно, я тоже не лучше, блядь, катаюсь по всей этой ебаной Европе. Но суть самая интересная, блядь, нахрена пробивать лагерь, если в любом, блядь, стране есть лагеря эти ебаные, блядь. Везде есть, блядь. Ну, в итоге, короче, я ее научил, все. Она то, что хотела, допыталась до меня, докопалась, я ей рассказал ей. Я говорю, все, давай, ждем, короче, приезжай, короче. Вот так, короче, и она пошла спать. Но самое интересное, что ей почему-то, блядь, на Лазурке не нравится в Ницце. Блядь, кто-то, сука, курил или что сделал, блядь. Заебали. И вот, короче, получается, блядь, она из Ниццы сейчас будет ехать, блин, сюда, наверное. Я не знаю. И вот это сам меня выморожило. Блин. Ну, что-то тронули, блядь. Ну, что тронули, блядь? Где охрана, блядь? Сейчас почитай пока комментарии. Не могу, блядь, мне пипец. Вам тоже херово, наверное. Сбавьте голос. Уменьшите у себя. Сейчас почитаю. О, Мухаммад, ассалам алейкум. Братан, ты тут? Ой, блин, извиняюсь, да, видите, вот, альхамдулилля. Ужас просто. Ну, здесь этот, короче, ресторанный отсек, короче, что там пикает, я не могу понять. Наверное, они
нажали какую-то дверь, наверное, куда-то. Нет, обезьяны лазят, где попало, блядь. Что там лазить, да? Ночью. Время 11:30. Так, сейчас я почитаю. Так, так. Самое такое в этом всем, что у вас полстраны горит, а вы радуетесь тому, что пару дронов куда-то попало, где-то в России, что ремонтируется за ночь буквально. Жаль, но я вас верю, все получится. Спасибо. А куда ты ехал изначально? Я куда ехал? Да я везде покатался уже, и в Лиссабоне был, где только не был, блин. О, брат, ассалам алейкум, рад тебя видеть, ваш ход. Ва алейкум ассалам, да, я тоже очень рад. Не спится, да, или разбудил? В Данию или Германию? Да я в Нидерландах, я же уже очень много этих выпустил, блин, видосов. Привет из Парижа, сам где? Ой, я уехал из Парижа. Я сейчас в Нидерландах. И ты тут с Украины. Ну, на пособие сидят. Не знаю, короче, в Париже, во Франции они что-то там намудачили, что-то ей не нравится, она хочет чухнуть. Язык не нравится, это не нравится, короче, вот так. Потом еще другая, это ладно, постойте, дайте, мне вот это, бля, опять отвлекает. Тут люди мозга ебали в тот раз, теперь этот. Смотрите, прикол здесь. Пишет другая, блин, там это конкретно кино, короче, там. Ох, как налетело на него. Я просто написал, короче, по-человечески, я говорю, если что, обращайся. И девушка вроде бы, ну, может, косит, конечно. Какой-то у нее, блядь, инвалидность, блядь. Ну, короче, она тоже с Украины. И вот, короче, она что пишет? А где можно, говорит, сдаться, короче, в Нидерландах? Ну, вопрос задала прям, ну, в Фейсбуке у нас так нормально все. Деления нету там, русский, украинец, у нас там деления нету. Вот в комментах деление есть, блядь. И пошло-поехало, меня начали, блядь, говном, блядь, обливать. Потом там наехали на нее, блядь. Идиотизм полный. И тут, короче, я пишу. Короче, я говорю, заебали. Кому надо достоверно, пишите мне. Я в лагере. Все. И в итоге, короче, она говорит, почему вы мне не написали? Ёпта. Ну, пиши ты мне. Что я тебе буду писать? Им пишешь, у них в Facebook, если кто пользуется, там блок. Там не можешь ты человеку просто вляпаться, написать. Пока он посмотрит. Я не люблю писать. Кому надо, я пишу по своим темам. В итоге, короче, ей же нужно, пусть пишет. И в итоге, короче, она мне не написала, я тоже. Но я в комментариях ответил. И вот она что пишет. Короче, я, говорит, хочу приехать в Нидерланды и сдаваться. Я украинка, тырым-пырым, короче. И тут пошло-поехало из узкого мира, блять, уже не узкие мысли, а широкоформатные мысли. Начали ее, блядь, обливать дерьмом, блядь, заебали ее, короче, в итоге, короче. Весь этот спектакль, это, не знаю, блядь, сообщений 50, наверное, там уже, блин, налетело. И оно и мне пикает, когда в Фейсбуке один раз что-то написал кому-то, все, оно тебе будет приходить, пока ты не вырубишь это. Даже не тебе. Они там грызутся, тебе все равно будет пикать. Ты, короче, вот это. Это, короче, там весь сыр-бор. Вот такой день у меня сегодня. Везде украинцы хотят куда-то приехать, а их русские, я так понимаю, русские, наверное, ставят на место, типа, заебали ездить, куда вы едете, куда приперлись, там сидите, зачем вы туда-сюда катаетесь, вас тут никто не ждет. Они же и мне писали так. Они мне тоже так писали, как писали, только наоборот. Когда я писал в Швейцарию, мне писали, я сижу в Париже, я пишу в Швейцарию, мне пишет, короче, не пишет, пишут, ошибся, пишут целая хуева туча, блядь, нахрен швейцарских хохлов, меня обливают, нахуй, дерьмом, и что говорят? Какого хуя ты сюда едешь, блядь, россиянин? Ёб твою мать, откуда они узнали?
Я там не писал, что я россиянин, блядь. И имя у меня, блядь, вроде стоит там Рустам. Нихуя не россиянин я, блядь. Ну, допустим. И в итоге, короче, они меня вычислили, ублюдки. И начали, блядь, меня, ну, страйки кидать. Ну, издевки, короче. И в итоге, короче, я все равно ответ получил. Написал мне, наверное, какой-то чувак, который ни туды, ни сюды, короче, наверное, русский какой-то, между русскими и украинцем. Чувак написал, мужик. И конкретно сказал, братан, приезжай, все нормально. Принимают, приезжай, заселяют, все чуки-пики. И я намылился, ехал. И в Лионе меня, блядь, друг боснеец повернул в Париж. И так я оказался в Париже. А так я должен был, блядь, чуть-чуть осталось от Лиона, блядь, до Женевы долететь, блядь. А я свернул, блядь, больше километража, на 500 километров больше поехал с Лиона, блядь, в Париж. И остался на улице, блядь, в ту ночь. Хорошо, альхамдулля, Абдулла, друг, дагестанец, меня выручил. И этот, меня в гостинку засунули. Отель сняли мне. И пиздец повезло. Короче, одну ночь я отдохнул, себя в порядок привел, блядь, туда-сюда, короче, замарафетился, поспал. Хоть на белой простыне, так сказать, блядь. Как, сука, жених и невеста. В итоге, после этого мои приключения продолжились, если помните. Я когда-то вам должен был это рассказать, но этот эфир я пока начинать не хочу. Я поверхностно только пока говорю. И вот к чему я. Куда ни сунься, украинцы с русскими грызутся. Мы-то при чем, блядь? Вот вы мне скажите, мы при чем? Поэтому я вам 1000 раз говорю, вот здесь женщина, украинка, уборщица, клининговая компания. Мы с ней общий язык нашли. Из Винницы она. В чем проблема? Тут еще другие мужики тоже убирают. В чем проблема? И это как раз таки женщина из Ниццы пишет. Я, говорит, туда хочу приехать, устроиться уборщицей. Я говорю, ну приезжай. В чем проблема? Мне не жалко. И вообще никого это не должно колышать. Поэтому вот эти комментарии в фейсбуках и везде, в телегах, они еще банят друг друга, банят. С групп вытаскивают. Меня тоже сколько банили. Почему вы так делаете, я не могу понять. Вы же, блядь, уехавшие, блядь, украинцы и уехавшие русские, вы что делите, блядь? Вы сами нахуй здесь гастарбайтеры ебаные, и те, и те. Вы что делите? Вот этого я не могу понять. Почему у вас, блядь, здесь идет дележка? И эта дележка гребаная, блядь, косвенно, даже не то, что косвенно, прямолинейно задевает нас. Мы-то при чем тут? Мы при чем тут? Вот здесь, допустим, братан есть дагестанец, здесь пару чеченцев есть. Они при чем? Я, как узбек, если на то пойдет, и у меня 3 нации возьмем, я-то при чем, блядь? Вы между собой, блядь, крестоносцы гребаные, блядь, делите, блядь, хуй знает что. Как это, последний, как один братан говорит, блядь, последний хуй, блядь, солью доедают нахуй. Вот примерно такое, блядь, выражение вам как раз подходит. Вы не можете, блядь, поделить непонятно что между путинским, Зеленским, вот это волокита. И после этого вы здесь обычные, как Алсынов сказал, черный люд, карахалок, вот этот, рабы, блядь, своих наций. Вы что делите, я здесь не могу понять. Что, у русских, блядь, Амстердам их, Роттердам ихний, что ли? Или украинская Швейцария, что ли? Вы определитесь, или Париж весь был украинский? Зачем вы так делаете? И в этом у нас чуть-чуть тоже я и намек дал, но я не стал говорить, что, блядь, я из России. У нее был, наверное, блядь, она бы там кровью ссалась, блядь, нахуй, от, я не знаю, от чего, блядь, от бешенства. Я не стал говорить, я сказал, я с Узбекистана, блядь, чтобы какой-то диалог был. Ей же помощь нужна, я пытаюсь ей там рассказать что-то, помочь, чисто от души. Мне это нахуй, по идее, не нужно, блядь. Ну, решил так. И вот поэтому я офигею над людьми,
О, нихуя себе, 103 человека. Благодарю, благодарю. Лайк, подписка. Получается, к чему я это? Зачем вы, не в ваших, блядь, землях, это не ваша земля, блядь. Надеюсь, блядь, вы же его не хотите присвоить, как Путин, Украину. Это не ваша земля. Ни хохлов, нахуй, и ни узкожопых, блядь. Не ваша земля, блядь. И не нужно здесь командовать, нахуй. И не нужно говорить, понаехали гастарбайтеры или там чурки, блядь. Вот этот момент у меня вообще поражает, блядь. Поражает. И это происходит даже... Тема эфира не нужна здесь, понимаете? Это просто жизненный момент этот, который мы пытаемся пережить здесь, в данный момент. Потому что ни вы, ни русские, которые съебались, ни я, в конце концов, блядь, и подобие меня люди не хотят воевать. Вы поймите, мы не хотим убивать людей. Мы не хотим никого, ни ту, ни эту сторону убивать. Не хотим, нахуй, вы нам нужны вообще, блядь. Отстаньте от нас, блядь. Поэтому же я постоянно вам говорю, блядь, за независимость Башкортостана с Татарстаном, я вам в тех эфирах, вчера 1,5 часа я вел в ТикТоке эфир, говорил, нам не нужно вообще вот это кровопролитие. Я вам всегда говорю, давайте московское болото, конкретно сядем, поговорим, каждый свою территорию забирает, тихо уходит, все, молча. Мы свое забираем до моря, всегда я вам буду это утыкать, до моря мы свое забираем, Кавказ свое забирает до Воронежа это будет Кавказ, иншаллах. Вот дальше ваше. Слева Украина, Крым отдельно. Вот как 2 года примерно я топил за Украину. Сейчас как бы мне стало это нейтрально. Потому что вы кошки-мышки сами играете, блядь, без нас. И поэтому я теперь конкретно хочу заявить, что Крым будет отдельным. Нахуй не нужен ему Украина, блядь. Крым сам, блядь, выживет. Мы ему не дадим сдохнуть. Крым будет жить. Крым, Кавказ. И дальше поехали Самара. И это все наше будет. Так что у нас полоса вся открыта. Низ, весь низ, получается, этой бывшей пидорасии открыто будет. Так что нам нет проблем. Крым не будет голодным. Тем, которые скажут, там есть же русские земли, нет там русских земель. И украинских земель не будет, нахуй. Крым будет Крымом, блядь. Не будет он, нахуй, украинским. 2 года я пытался сказать, что пусть будет Украина, но теперь я это передумал. Почему? Потому что вы себя не можете нормально вести. Вам нельзя доверять, блядь. 7 пятниц на неделю у вас, блядь, нахуй. Вы определитесь своим народом сперва. Съебались, нахуй. Кинули Украину, блядь. Ебашить надо, до Москвы идти надо. Не надо убегать сюда. Хули вы тут вообще потеряли? Идите нахуй, воюйте, блядь, против Москвы. Зачем вы сюда приперлись? Вон, 2 пацана сегодня увидел, я же говорю, блядь, 2. Чего они не работают? Тут я, блядь, 3 года жопу рву, чтобы что-то, блядь, заработать, блядь. Открыть, нахуй, национальную кухню, блядь. Чтобы, блядь, развивать свою, так сказать, национальную идентичность моих народов, так сказать. Татар, башкиртов, узбеков и так далее там. А почему у вас нету такого? Где ваша вот эта идентичность? Почему вы, получается, сбежали, а, как говорится, свою идентичность не прихватили? Вы хотите пытаться влиться, блядь, в европейские тему? Но у вас нихуя не получится это. Вы им нахуй не нужны. Вы влиться не сможете им, блядь. Поймите. И тут миллион уже людей я услышал одну вещь, блядь. О, вспомнил. Здесь люди, натыкаясь на ваши вот это лживые, обманные людей, обман людей, так сказать, блядь, не так выразился. Короче, вот этих кидальщиков в виде Игорька, который меня в Париже кидал, в виде вот таких до хрена людей,
люди теперь здесь начали говорить так. И в Германии у меня знакомые начали так говорить. Прикинь, говорит, после того, что я здесь увидел, говорит, мне кажется, русские были добрее, чем хохлы. Я-то их называю узкожопами, а эти говорят, русские были добрее, чем хохлы, блядь. Почему, блядь? Почему вы, пострадавшие люди, блядь, злее и наебистее, блядь, чем эти русские, которые на вас напали? Что за хуйня у вас происходит, а? Почему так? Теперь после этого у меня возникает другой вопрос. Если оно так, вспоминая, я вчера тоже один момент тоже такой получился, я сказал, получается, такая хуйня, блядь, которая в Башкортостане, там, или там в Дагестане, или там в Узбекистане, в конце концов, блядь, русские, это наши русские, блядь. И вдруг там из них какой-то, выйдет какой-то кусочек гнили. Хуйня. Вылечим. Вот это наши русские, блядь. Но у них, блядь, я никогда вот этого момента не видел. Москва это Москва, блядь. Это их, пидорасов, путать нельзя. Вот это то, что внутри, блядь, так сказать, нынешней вот этой гребаной пидорасии, вот эти русские, так называемые, может, они и не русские, мы же не знаем, блядь, может, они переебанные чуваши, или там Эрзя-Мокша, мы же не знаем, блядь. Мордва, как мы называем их, это Эрзя-Мокша. Мокшаны, там еще какие-то там до хрена нации. Вот этот момент. Почему, блядь, они лучше теперь мне в моих даже воспоминаниях, сравнениях этих людей из Германии, не говоря отсюда, которые рядом мне говорят, что-то, блядь, пиздец, охуели они. Почему так? Почему вы, приехав сюда, стали, блядь, другими? Что произошло, блядь? Почему вы свою, блядь, человечность потеряли? Зачем так? И самое интересное, от этой вот этой Романа ее почему-то зовут, хуй его, как ее зовут вообще, даже непонятно. Она из Черновцов. Черновцы, что ли, она сказала? Я посмотрел рядом с Румынией и Молдовой. Прям на границе. И она, получается, западная. И эти Игорьки где, блядь? Или Игорек со Львова, блядь, который меня кинул, блядь, на бабки. Парижский хуй. И в итоге она говорит, да, говорит, здесь, блядь, нахуй, хохлы, говорит, наши, говорит, кидают друг друга. И это норма. Я даже могу прочесть, блядь, что она писала мне. Мне это не трудно, чтобы это для меня честь доказать вам эту хуйню, то, что я переписывался. А я ее уже нахуй в архив закинул. Сейчас я вытащу с архива ее. Давайте посмотрим. Вот, ее зовут Романа. Я ей вопрос задал такой, знаете, как со стороны узбеков. Я решил притвориться, что я не россиянин. И чтоб у нее, блядь, преждевременно месячные не начались. Так, сейчас скажу. А, вот она пишет. Рашка это вообще, из-за них мы цыгане. Вот, человек реально уже, наверное, бежал не как я 24 сентября, а она уже бежала, наверное, 24 февраля или 22 февраля 2022 года, когда уже началось. И получается, она конкретно имеет право это говорить. Там годиков 4 уже она как цыганка, блядь. В Ницце, мы на Лазурке пишем, этот живет. Так. У них будет 5 человек. 4 детей у нее. Я работать хочу нормально. А то тут у этих лягушатников без языка ни уборка не берут. На уборку не берут. У меня английский на нормальном уровне. Я работал в международной организации. Хочу там с английским своим норм работать. Окей. Сейчас, один момент. Здесь вот этот именно
Где она мне писала это? Так, я проебал, сейчас. Где-то она... Ну, она вот пишет, во Франции и беспредел, и везде бардак. Так. А наши своих и кидают. Нас тут свои же и намахуют. Что за слово, я не понял. Да. Особенно здесь. У людей проблемы со совестью. Она как бы своих, как бы, не так уж, так сказать, чмырит, блядь. Она говорит, у людей проблемы с совестью. Пиздец, блядь. Не у всех, но многие как видят, что могут нажиться. Своих же и это дно. Ну, типа, своих же кидает, и это дно. Но это на их совести. Я просто понимаю, что такие тоже нужны в этом мире. Ну, видите, она уже не может как отмазываться, пишет в этом мире, блядь. Не все же такие, как и у всех нациях. Но, блядь, мне что-то пока, блядь, только такие ублюдки и попадают, блядь. Вот я не знаю, блядь. И самое интересное, я вам в своих первых эфирах, когда меня киданули, блядь, таджики, я вам говорил, блядь, пиздец, я охуел, я говорил, блядь. Таджики, блядь, нахуй, из Бухары, блядь. А тут, блядь, наткнулся на хохлов. Мне Франция не нравится. Они долбанутые, французы, бюрократия. И кучу всего. Черносцов она. Так. Мы там с румынами и молдаванами соседи. Угу, так, угу. О чем я говорил? Вот это хотел. Ну, короче, мне кажется, она на голосовых она что-то писала, блядь. Ну, короче, суть. О чем я говорил, блядь, что я искал, забыл уже даже, блядь, что я вам хотел сказать. Ну вот. Суть в чем вот этих моментов, да, ведь если уж мы обозначаем Украину и просто сегодня такая тема, да, ну такая вот, просто общая тема, так сказать, можно сказать, да, не какая-то я вам, ну, может, я почитаю, не знаю, очень много комментариев. 81 человек, Рахмат. И вот, и теперь, после этого, хочу сказать, что после этого одно видео, когда я нарвался на одного нациста в Португалии, Павел Железняк, если кто знает, украинец из Казани. Он мой видео вытащил на свое обозрение, у него тоже как бы там сообщество в Фейсбуке, он тоже как бы диктует свои какие-то моменты против Зели. Он что-то пошел против Зели, потому что он украинец, а Зеля это еврей, и что-то какая хуйня какая-то. И вот, понимая, что вот этот момент уже дошло, Павел Железняк, понятно уже, как бы, свой человек, да, понимает, что украинцы, которые сюда приехали, если вы не будете различать вот этого, вот различать того, что мы за вас топим, мы там топим за свою независимость и так далее, то мы, конечно, будем, блядь, нахуй друг друга врагами. Вы вот этого не можете понять. Вот почему это так происходит. Я и тогда, в тот раз, блядь, как будто бы такое чувство, блядь, у меня, как жалуюсь, да, я, блядь. Ну, как бы, такое чувство у меня, блядь. Ну, на самом деле, я-то не жалуюсь, я вам конкретно по фактам это все говорю, блядь. Это как бы не жалость, а то, что такое вот огорчение, наверное, да, ведь такое, блядь, что, блин, людям пытаешься вроде бы, блядь, поддержать хотя бы морально в данный момент, а они тебя еще пытаются кинуть, и в то же время еще ты для них чурка, блядь, в их понимании. Понимаете? Вот что меня самое удивило, хохлам, мы, как узбеки, тоже чурки, оказывается.
Вот это меня, в ахуй меня кидает это, блядь. Вот этот момент, блядь. Они нас, как видят они, блядь, сука? Как вы видите нас, блядь? Как мусульман, блядь, черных, что ли? Поэтому вы с евреями пытаетесь снюхаться там, блядь. Вот этот момент я не могу понять. Почему? Потому что я это соприкасаюсь с этим. Я не могу это в эфире вам это объяснить. Но это я чувствую от людей, блядь, что вот это ебли происходит здесь. Не то, что там, блядь, там в Фейсбуке комментарии читаешь, или там где-то кто-то кого-то поддерживает. Вот эта хрень прям идет это. И вот как раз этой женщине Таисии в тот день я объяснял шепотом. Я говорю, это так между нами. А я говорю, вы понимаете, что вашу Украину вашими же хохлами, нахуй, очищает, блядь, Зеленский, блядь, чтобы туда просто, чтобы потом заехали, блядь, евреи. Заебись же, да? Но вы в этот момент, нахуй, почему-то, блядь, в Европе пытаетесь, блядь, топить за Израиль, блядь, а не за Палестину. Это как можно понимать, блядь? Получается, палестинцы вам враги, мы, блядь, узбеки, татары, башкирты, блядь, чеченцы, дагестанцы и другие, мы вам враги, потому что мы россияне же, блядь, ёпта. И, понимаете ли, внутри Европы нам не место, а вам, понимаешь ли, место. Вот этот я не могу понять, вот этот момент я не могу понять, блядь. И тут, короче, я услышал от своего знакомого одну вещь. Я говорю, что за хуйня вот здесь творится, я говорю, кто кого что. Ну, тут такая тема, как я понял. Здесь и хохлов ненавидят, и россиян ненавидят, по идее, блядь. Вот в чем прикол. Здесь только уважают черных с детьми и арабов. С детьми или без детей, похуй уже это. Вот их неуважение, оказывается. Толерантная, нахуй, Европа, как у меня, блядь, один братишка, друг, прикалывается. Братан, говорит, ты в толерантной Европе, да, живешь, говорит, меня вот подъебывает он. Да, толерантная Европа, блядь, и которая, блядь, создала такую ебаную, нахуй, стратегию того, что, блядь, понимаешь ли, черные, блядь, и арабы для них охуенные люди, хохлы и россияне, подобие нас, пидорасы. Толерантная, да, Европа? Вот вопрос. Александр. Да, эфир. Сегодня в кино встретил, я же говорил, двух хохлов, блядь. Да. Пиздец. Ничего не говорили. Контуженные. Да. Но они хотели там в Аксоне спиздить эту камеру, короче. Ничего себе. Ну вот, на велосипед, блядь. Я такой хуякс нахуй подошел, ну они, наверное, хотели движуху сделать, я подошел, они на русском пиздят, не на хохляцком. Я говорю, ну чё, почем? Поздоровался туда-сюда, познакомился, имена хуя не помню, какие-то непонятные. Убили меня. Ну вот, говорит, мы хотели вот камеру пиздануть, один говорит, нихуя себе, я говорю. Нахуя, я говорю. Ну мы, говорит, не работаем, денег нету. Ну идите нахуй работайте. Один говорит, вот я прям запомнил, справа один 3 года живет, блядь, здесь. Вот здесь, в городе, Да. у нас. А другой, говорит, год. Ну вот они снюхались. Один ботан, другой такой, как такой, шустрый такой. Это ботан. И вот, получается, они вдвоем в магазине тусуются. Потом в конце что-то напиток какой-то купили и ушли. Наверное, стыдно было. Да. Вот пока я пошел, что-то купил тоже, а носки я взял. Пока вышел, блядь, они испарились, съебались. Я в ахуе, блядь. Я хотел что-то спросить там у них еще. Да. Дернули конкретно, блядь. Ну, они, наверное, пересрались, может быть, думали, что ты работаешь на... Может, блядь. Ну, что-то такое, блядь. Они снятся. Меня убило то, что 3 года здесь. Как можно не работать? Да. Ну, это рассказываю сейчас в эфире. Просто в шоке я был от всего этого. Они не хотят работать. Не хотят, реально. Они Меня себя убило же- другое, но я в эфире это не хочу говорить. Потом я тебе скажу. Другое. Да, У многие- ботана. У ботана кое-что убило другое, блин. Много делают себя жертв, Жестко. строят из себя жертв, чтобы Жестко. получить больше, чем положено. Не знаю, они то ли... Да.
Нет, Они убил все еще. равно говорят, что в Украине все равно лучше. Ты им сколько не давай, хоть 10 тысяч евро, все равно в Украине лучше. Ну тогда езжай туда, да? Но нет, они не поедут. Вот как А раз у целый меня день же вот сыр-бор в эти, комментариях да. пошел, у меня в Фейсбуке еще тут кое-что Нет, нагоняли. там были. Украина, там, не, понятно там. Нет, их долбят. Ты куда идешь? Эй! Их долбят, меня другое бесит. Вот даже вот в эфире, да, вот скажу. Куда собрал? Тут товарищи, этот. Домой идешь? Брат. Домой? А, ну подходи после этого, поговорим. Вот тут добавлю, самое интересное вот в этих моментах, как я говорил, да, ведь обида, что ли, или что-то такое, да, огорчение от всего того, что у меня происходило. Самое интересное, что людям здесь платят от 500 и выше. Вот кто, блин, как бы нормально заселился, украинцы, от 500 и выше где-то платят. Я не знаю где, но где-то платят. Ну, во Франции платили 200 евро. Но если ты идешь по всем бумажкам, пройдешь, да, идут тоже по 1000 где-то что-то будут платить. Вроде бы. Там на семью жилье, за это, за 5-10. Почему эта женщина, которая из Ниццы сюда хочет приехать, 4 детей, она 5 человек, я не знаю, почему она в таких ситуациях оказалась. Типа, мне же это писала еще в Фейсбуке, женщина хочет приехать, и она пробивала это место. Ну, говорит, принимает или нет, и вот она вот что-то мозг вынесла мне сегодня. Ну, хочет приехать сюда, где сдаваться, туда-сюда, вот это узнает. Ну, я говорю, если мы вот так будем шататься, у нас Дублин. А у них, не знаю, Дублин есть или нет. С вашей комнаты отправляют людей? Сегодня утром же ушел один. Да? Да. И пока не заселили, да? Никого? Заселили вот долбай ящера одного, блин. Да ладно. Из Иордании, блин. Ушлепок какой-то. Да? Да, забрал там кучу своих, блин. Вообще, блин. Бля. Они тупорылые конкретно. Они, блин, прикинь, не могли открыть банковскую онлайн. Вот это онлайн не могли открыть. Я пытался им помочь. Но там все на арабском, блядь. Я говорю, сука, блядь, не могу их. Я говорю, поменяйте, я говорю, поставили Они на... очень тупые, я заметил. Жестко Турки тупые, тоже, что-то турки, ты заметил, тоже. Пиздец, турки тоже ебанутые. Они как будто с другого мира. Они вообще контуженные. Я не знаю, почему Да. они такие. И арабы тоже, вот им надо все помочь. Да, Всё да, сделать, и блядь, вот они кого-то- потом что-то мутили, они что-то замутили, короче. Я отстал от них. Контужено пиздец. Им лучше Нет, всего- самые, ладно, контуженные, а высокомерие-то, блядь. Да. Бля, ты чё, они, блядь, как петухи, блядь, а ты говно при них, блядь, прикинь. Вот пытаешься помочь им, блин. Вот же сейчас, кто зачем запикалось, понял? Да. Слышал, что пикало? Нет. Что оно пикало? Почему? А потому что вот эти идиоты пришли, что-то там рылись, где не нужно, тронули. Ну что-то рылись. А что там, зачем трогать? Да. Мне кажется, они тронули вот там вот ворота, двери где-то есть, куда нельзя. Вот они куда-то хотели, мне кажется, что-то пролезть, блядь. Потому что что может там тронуть? Извиняюсь, мы сейчас продолжим дальше говорить. Тут есть одна тема еще. Тайна татар вскрыта. Вот хочется совет татар. Сейчас мы послушаем там немного. Вот это новое что-то вылезло. Мы сейчас 7 минут. О чем кто что говорит там. Посмотрим. Сейчас я вам почитаю комментарии чуть-чуть. Ваши комментарии. Тут брат дагестанец. Мухаммад. Так, вот этот вот какой-то вылез. Так, давай вот с вот начнем. Я конкретно не знаю определения, но суть такая, что это государство, которое включает в себя много разных отдельных федераций, то есть округа, области, республики и т.д. Так. Федерация. Главная аксиома государства.
А, вы сами тут общаетесь, да? Окей. Окей, это не в мой этот вопрос, да? Вот, Республика Дагестан. Дагестан есть единое демократическое государство в составе Российской Федерации, выражающее волю и интересы всего многонационального народа Дагестана. Дагестан государство? Нет. А я тебе только что скинул государство Дагестана как не государство. Что такое государство? Так что я написал государство Дагестана. Валейкум салам. Дагестан государство. Я ничего, сидим здесь. Я тоже уже хотел выскочить. Да. Покурить, спать. Можешь быть. Россия для россиян. Мы же один раз смотрели. Они просто есть и все. Ну, вот их не было там, если- Не. И посмотрели. Я понял, это опять старая песня о главном. Это вообще, да, Дагестан, вообще минуты делать. как и Татарстан, в 91 году должен был вообще отделиться. Но если он не отделился, это не означает, что он стал каким-то там отдельным. Валейкум салам. Вечера, да? Давай, Ско- я завтра уезжаю. А, да? Да. Машаллах, Франция, давай. Наконец-то. Какой город? Я не знаю, Верда, что ли, какой-то. Ну, маленький какой-то город. А, где мой сосед, не соседский сосед один, Да. туркмен тоже туда. Да? Вот здесь 16 километров. Вот отсюда. это Туркмен? Не, Узкоглазый, чё, маленький такой. наверное. Не с моей комнаты, а с Ну, другой. он далеко, короче, вот рядом с Бельгией, короче, какой-то город. Верда или что, Верда, я не помню. Бреда. А, далеко куда ты едешь? Да, далеко, 200 чем-то километров. Ой, ё-моё. В Гугель, что ли? Ну, с Бельгией стоит. Ну, рядом с Роттердамом, по-моему. Ну, место нормальное, говорят. А, да? Да, Ну, говорят. кому-нибудь там, если есть связь, киданешь местоположение. Да, давай. Ага, все, давай, удачи. Во, видите, альхамдулилля, человек едет, вот говорят потом, а есть ли места, как нету, как вот украинцам, если вон чеченцам есть, нормально, все, едут завтра люди. Круто. Извиняюсь, я выбыл с места, просто братан один дагестанец подходил, пришлось вести так. Рахмат, 49 человек. Вот смотрите, вот здесь давайте, вот вы задали вопрос, мы говорили о чем-то, вспомним потом. Вот здесь, вот именно Татарстан, вот как сохранить татарин. Давайте сейчас вот это сейчас мы послушаем, а вы тут сами пока. Но я коротко отвечу. Республики Саха, Бурятия, не именно Дагестан, Чечня, все республики, которые внутри этой пидорасии, они имели свою вот эту отдельность, свою республику имели. Как за 25 лет Путин пришел, это убрал, и потом что произошло? Этот Минниханов стал раисом, а Хабиров что? А Хабиров к чертам стал. А Кадыров, неизвестно себя кем он провозгласил, непонятно. Пуп земли. А в Дагестане вообще узкожопого поставили какого-то Меньшикова или кого там, блядь. Этого Усатика, блядь. Нахуя он там вообще сдался? Вот этот я не могу понять. Поэтому, когда вы спорите о том, что республика или не республика, я само собой не согласен того, что наши земли, вы считаете, что это какие-то регион России. И тем самым думаете принизить нас. Ну, унизить там или что-то в этом роде. Нет. Вот поэтому-то и мы хотим отделиться, чтобы вот этого не было. Чтобы вы, так сказать, в корень уже понимали, что вы перешли все уже инстанции, которые можно было перейти. Вы уже, перебор уже перегнули. Вот как здесь, вот, допустим, про хохлов я говорил, блядь. Приехали, блядь, да будьте добры. Вот вы же сами слышали, что они говорят, что говорил сейчас вот этот брат дагестанец, что хохлы здесь вообще охуели. Вот сами слышали же вот до этого, что он говорил. Я ему ничего не говорил, да, это вот напротив меня сидел человек. И вот после этого думайте,
Думайте после этого, что здесь как творится, а вы говорите, что русские, блядь, там сладкие, пушистые, блядь, нахрен, и не трогают региона, блядь. Да тут мы не можем разобраться между собой, блядь, даже, не имея вообще кровушки даже русской, блядь, у меня, блядь, не можем разобраться с хохлами, а тут вы говорите, что, блядь, нахуй, мы должны тихо, мирно жить, блядь, с этой пидорасами, которыми, блядь, напали на хохлов, блядь. Ну как это, блядь? Понимаете? Получается, нападавшие москвичи на хохлов, блядь, мы их должны терпеть, и тут еще пострадавшие хохлы наезжают на нас, и это мы должны терпеть, блядь. Понимаете, на весы не встает эта хуйня, блядь. Поэтому дичь какая-то получается. И вот это, так сказать, неблагодарность вот этого бежавших, пострадавших людей здесь, я считаю, для европейцев это, ну, уже, ну, реально тоже они заебались. Реально заебались принимать украинцев, на самом деле. Вон они, как туда-сюда, как сайгаки, туда-сюда, с одной стороны на другую бегают, блядь. Как так, блядь? Татары, красавчики, отделяйтесь. Само собой, и Башкортостан, и Татарстан, и Дагестан, Ичкерия, все должно отделиться чертям собачьим. Потому что мы не хотим, блядь, вот так быть всю жизнь под кем-то. Там, допустим, да, допустим, если бы сейчас мы отдельно были бы, вот как Узбекистан, Казахстан, весь наш народ спокойно мог бы ездить по всем странам. А сейчас они не могут никуда ехать, потому что у них этот ебаный красный паспорт, блядь, российский, где они не могут ни хрена, блядь, лишнего сказать. Даже вот мы ничего не можем сделать, блядь. Как табу у нас, блядь, сука, с этим ебаным, как они узнают, что мы россияне, мы уже шарахаемся, блядь, от всего этого, блядь. Что? На нас косо смотрят. Вот даже вот сегодня я вспомнил, я в городе познакомился с одним марокканцем, Магриб, у него даже в телефоне Магриб написано. Вот с Магрибом пацан сам решил что-то познакомиться, я попросил кое-что, он мне ответил на английском, короче, переговорили, и говорит, дай запишу, говорит, твой номер. Я говорю, ну записывай, короче, и вот. И тут получается как? Он узнает, говорит, Украина. Понимаете, первый вопрос у него, говорю, в голове возникает, Украина? Я говорю, нет, я не Украина, я говорю, Россия. А, чечен? Я говорю, нет, я говорю, я татар. Ну, ему же не объяснишь, башкир там или что-то. Я говорю, из Башкортостана я, татар. А, татар. Вот примерно татар он понял, не знаю, может он чуть-чуть, блядь, историю знает, я не знаю, или карту знает, хуй его. Более-менее я первый раз услышал, что он, блядь, произнес правильно татар. А то у них всегда катар слышится. И вот в итоге, короче, я говорю, вот я говорю, из Башкортостана, говорю, я говорю, и башкир, и татар, и узбек, все, как говорится, в одном флаконе. И он говорит, а, ну, понятно, говорит, типа из России. Я говорю, ну, я говорю, не русский, имею в виду, я говорю. Ну, вот так мы 5-10 минут поговорили. А, ну, понятно, я, говорит, мусульманин? Он мне вопрос задает. Я говорю, альхамдулилля, конечно, мусульманин. Я говорю, я тебе же говорю, я не русский. А, ну, понятно. Как бы вы, говорит, отдельная республика, как чеченцы, да, говорит, вот так вот. Нихуя себе, я говорю, знает, блядь. Как он-то это... И вот первый раз в жизни увидел, блядь, нормального чувака, блядь, который, блядь, что-то правильное, что-то сказал, блядь. Я аж обрадовался я. И он сказал свое имя, конечно, опять я, подобие... Ишан, какой-то, я его написал Иса, короче, Исой назвал я его, короче. Иса Магриб, короче. У него так написан Магриб, Иса, короче. Иса я его назвал, потому что очень странное имя сказал. И самое интересное, он весь такой, блядь, светлый, блядь, сука, ёпты. Я говорю, ты чё, я говорю, Нидерланд? Он говорит, нет. Я говорю, Магриб. Ёпты, я подумал, блядь. Ну, короче, тоже метис, мне кажется. Вот так вот.
Когда Башкирия отделится, ваш руководитель зачем памятник Салавату снял? Ну вот этот долбоеб Хабиров снял, потому что, блядь, нахуй, хочет загнобить, блядь, башкиртов в Башкортостане. Ублюдок. Вот поэтому и снял. Дичь какую-то устроил, урод. Вы сами, татары, неправильные. Первым прогнулись русским. Не первые прогнулись, не прогнулись, а получается нахрен нас согнули. Не прогнулись, мы Сюембекя билась до конца, блядь. И это какой-то, наверное, новенький здесь в этом сайте. Прогнулись. Что за выражение? Прогнулись. Нихуя себе. Прогнулись. Когда идет захват территории, никто никогда, блядь, не прогибается. Если он сдается сразу, даже он не прогнулся, просто сдался. Ну, я так хочу пояснить этому комментатору. А вот прогиб идет когда? Когда ты, как в свое время, блядь, нахуй, когда фашисты захватывали и так далее, что-то делали по дороге, да ведь? Когда они идут, потом начинают с ними, блядь, движуху вместе. Вот это прогиб, я так считаю. Прогиб это. Дункайрга. По-татарски, там, по-узбекски. Дункайтырга. Раком поставить, это называется. А вот когда Казань билась до конца, это не прогиб, а это переломный момент, когда человек, ну, так сказать, побеждает. Другая сторона побеждает. И это не этот прогнуться. А почему так произошло? Мы объясняли, да, ведь? Касимовцы, как их пидорасов называли, вот эта сторона дичи сдала своих же. Но это история. Своих же сдала, поэтому Казань сломалась. Как сломалась? Она до конца билась. Но силы не те были. И вот, чтобы Казань помочь, шли Башкортостан, шли помочь. Но тоже не хватило сил. Значит, еще нужна была какая-то сила. Но никто не пришел. Если уж на то пойдет, почему с Азии-то никто не пришел? Почему с других краев никто не пришел поддержать? Ну, наверное, в истории есть. Где-то надо найти эту историю. Можно будет как-то кратко объяснить эту тему. Почему не пришли? А почему также Чечня? Чечню, когда, блядь, москалятина нахуй долбила, пришла, блядь, вся Россия. Вся Россия, блядь, мочила чеченцев. Почему так? Это тоже прогиб? Вот так, вот примерно так. Поэтому как бы здесь непонятные моменты. Прогнуться, я считаю, Казань никогда не прогибалась. А вот сейчас все манкурты, они терпилы. Не то, что там прогнулись, блядь, нахуй. Да, раком стали уже, давно уже. При Петре Первом русские в Башкирию сунуться боялись. Вот я и говорю, народ был, как говорится, тогда не прогибающий. А сейчас, что? Мобики за 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей. Мобики. Жены ебанутые. Даже я вам всегда о своей говорю, бывшей пидораски, которая, блядь, мне говорила, что я дезертир, и я должен идти, блядь, нахуй, зарабатывать деньги. Я говорю, ебанутая нахуй. Ну, вот такие вот люди там, понимаете, в России. Помешанные на деньгах, блядь.
Украина это колония Москвы. У русских страна Россия целая, огромная, в которой они живут вместе с 190 плюс народами в дружбе и согласии. Бля, я не знаю, вот это вот слов. Реально какую-то дичь несешь, блядь? Пиздец, блядь. Я хз, короче. Так, окей, автор, он, оказывается, не слушает, он общается где-то, что-то там лечит, короче. Нахуй нам такой нужен, да, ведь? Не слушающий автора, блядь. Какой-то дятел ебаный. Так, давайте послушаем дальше что-нибудь, да, ведь интересное. Что говорили? Тайна татар скрыта. О чем, блядь? Тут идет речь, может, оно как бы не по нашей теме вообще. О чем тут речь? В нашей социальной реальности есть такой феномен, как самоидентификация. Это когда она бывает коллективная и индивидуальная. Индивидуальная — это когда субъект процесса, то есть отдельно взятая личность, тем или иным образом, по тем или иным критериям себя отождествляет с какой-то группой, с каким-то культурным, историческим, социальным, политическим феноменом. И в этом смысле очень важно быть объективным, непредвзятым. И в тех случаях, когда вот субъект этой феноменологии лишен возможности, в силу тех или иных причин, лишен возможности слушать сказки бабушки на родном языке, взаимодействовать с ровесниками на родном языке, слушать колыбельные матери на родном языке. Он, с одной стороны, лишен очень важного аспекта бытия, а с другой, любые его попытки самоидентификации, они, как это бывает в фундаментальной науке, они являются химически чистым таким опытом. То есть они лишены примесей какого-то там догматизма, каких-то суеверий, каких-то, в общем, любых аффектов социальной реальности. И в этом смысле это очень ценно для целого. Казалось бы, что такое самоидентификация индивида, значит, в общем процессе там, функционирования целого? Нет, это очень важно. И в этом смысле те, кто вот родились и выросли вне своей культурной среды, их опыт, их знания, их экспертиза, они являются одним из важнейших. Вот как раз вот этому татарину с русской душой, это долбень. Слушай, вот это тебе, блядь, вот сюда зайди, это Айсинский, Руслана Айсинский каналы, вот это,
и кто там еще, Сулейманов, Руслан Сулейманов или что там. Вот, сюда. Вот это как раз вот таким долбоебом вам это объясняет он, блядь, минут 8, 10 там, говорит, вот. Сен Кутакбаш, блядь, блядь, мен татар русской душой дегенге таки, блядь, пидорас есть, блядь. Я татарин с русской душой, блядь, певец этой гандон есть, блядь. Ты из песни берешь эти слова, что ли, блядь? Я хуею над вот такими людьми, блядь. Поэтому я же вам вспоминаю, я вам всегда же это, блядь, говорю. В 98 году, когда я переехал, блядь, в Башкортостан, до меня кто доебался, блядь, в моем же ауле, блядь? Татары, блядь. Татары мне сказали, нахуй, Казбек, нахуй. Мне кликуху поставили, Казбек, блядь. Понимаете, блядь? Из-за того, что я, блядь, для них как я как будто с Узбекистана, как из Чуркистана, блядь. Вот до чего, нахуй, довели, блядь, эти узкожопые местных татар, блядь. Конечно, повзрослев, они уже заткнулись в дальнейшем. Но пизденышами, блядь, они меня вот так оскорбляли. И это мне не стыдно это говорить. Это как раз предъява вам, вот таким пидорам, нахуй, татарам русской душой, блядь. Куттакбашлар, блядь. Мен бит сізге айтып тұрам бит енді. Мен кірсем, Аллаха берса, мен кірейм. Шу Башқұртстан мен Татарстанға. Күтлеріңізге сігіп ойнайм бит мен сізні, блядь. Бүтінігізні, блядь. Понимаете, блядь? Күтлеріңізге сігіп ойнайм, нахуй. Әрбіріңізні, нахуй. Әрбіріңізні, блядь, которые будут орать, я татарин с русской душой. Сразу нахуй, блядь. Ташагыңнан осабыз, блядь, нахуй. Пока не отвалится твой ташак, блядь, нахуй, будешь висеть, блядь, нахуй. Үзіліп түшкінші, нахуй. Вот шунда мы будем смотреть, нахуй. Пештерілген сен, блядь, татарский, русский будешь, или русский, татарский, блядь. Ташак будешь, блядь. И тогда мы будем разговаривать с тобой, блядь. Меня разницы нет, нахуй, какой ты, блядь, величины будешь там. Похуй, блядь. Суть в том, что сен өзіңні, нахуй, татарлығыңа жауап бермесің. Мен тәукіндігіне мен сізге айттым. За жопу давайте отвечать. Хохлам я говорил, блядь, узкожопым говорил. Теперь что, мне татарам надо говорить, чтобы пидорасы за жопу давайте будем отвечать? Поэтому я вам в тот раз говорил, блядь, давайте я выйду с Русланом Айсиным и Русланом Габбасовым, блядь, нахуй, на эфир. Я им пишу, а они блокируют мои комментарии, блядь. Давайте выйдем все вместе на эфир, блядь. Проблем нет, давайте вот прям показной эфир это будет. Разоблачение, так сказать, страхов, нахуй, наших, блядь, татар и башкиртов, блядь. Давайте поговорим об этом, блядь. И не нужно меня там причислять к казбекам, узбекам, блядь. Я как башкирт и татарин буду с вами разговаривать. На вашем языке мы будем общаться, который вы вообще знаете. Поэтому вот это выбешивает мне, блядь, когда, блядь, татарин кукрягина сугуб, блядь, айта мен урусман, да, инан фикшеген нахуй. Блядь, я вот здесь в Европе, блядь, 10 лет шароеблюсь, грубо говоря, да, по Европе. Я никогда не услышал, блядь, и не услышал, блядь, и не видел, чтобы норвег орал себе, что я англичан, я не норвег, я англичан. Блядь, хуй ты такой, он, немца. Немец себе вот так будет бить. Нет, я англичан. Или там, допустим, он будет орать. Нет, я поляк. Нет, я русский. Я не немец, я русский. Блядь, что за хуйня? Вы что, ебанутые, нахуй? Вы что, до такой степени быть, блядь, безмозглыми? Меня вот это вообще вымораживает в людях. Почему вы до такой степени, ну, не то что, блядь, вы вообще охуевшие, блядь, нахуй. Вы, получается, не то что себя чмошниками выставляете, вы пытаетесь, блядь, мой народ татарский, там, башкортлардан мен ондай хуйняны, блядь, ну, не знаю, прям вот так, лобешник, мне еще ни один башкорт не говорил, что я русский. Может, где-то мы слышали постоянно, где-то мы слышим, да. Ну, не знаю, блядь, то ли татар больше, чем башкортов, блядь, типа, блядь, хуйней маются. Или я не знаю, почему так. Почему так, блядь? Почему нам стыдно за тебя, блядь? Почему не тебе стыдно, а нам стыдно за тебя, вот так, за таких пидорасов, блядь? В чем проблема? Я просто в ахуе. Я в ахуе, блядь. Только мы нашел на что будет разбитый. Вот таким пидором, манкуртом об этом он говорит, блядь.
Эфир зависает, да? Да, блядь, и гребаный интернет, потому что здесь, блин, интернет не мой. И интернет, кстати, я сегодня тоже увидел, короче, дорого, короче, 15 гигов, блядь, 10 евро, блядь, ёп, ТГД конь, блядь. Это где-то я увидел, чисто пока еще не заходил даже. Это рекламу увидел. Так, а так у меня нормально. Антенна полная, блядь. Че он зависает, гаденыш? Так. У меня батя на татарина похож. Нет, вот этот тартар, блядь. Какой из них писал? Кто писал? Ну, кто это? А, братан, благодарю. Эфир зависает, да? Сейчас нормально пошло? Ну, с глюками зависать будет, но надеюсь, оно будет идти, потому что другого варика нету тут, блядь. Я сижу в этом, блядь. Ну, везде тут Wi-Fi, короче, везде. Он как бы, по идее, мощный. Он миллион людей тут тянет Wi-Fi у всех. Сейчас половина сейчас спит уже. Считаю, он должен ловить. Амирджан Мушкенов. Чушман, ты откуда выражать культурно мал? Иди нахуй, узин малсан, блядь, Ташагин, блядь, мал, блядь. Кутагам сур, блядь, эцекен. Так, где этот татарин, блядь, Ташагин, блядь? Так, потому что мы живем в одной стране, а ты несешь сепаратизм, какой он твой народ. Блядь. Вот этим, блядь, сепаратизм, блядь, патриотизм, блядь, еще какие-то... Понимаешь, блядь, ваши вот эти какие-то словечки, нахуй, да, блядь, они, нахуй, не котируются в моем мозге, блядь. Понимаете? В моем мозге котируется одна только хуйня, блядь. Путинизм, блядь. Путинизм, блядь. И вы больны путинизмом. Сука, наши деды, блядь, болели коммунизмом, нахуй. Альхамдулилля, он исчез. Альхамдулилля, мы стали мусульманами. Они не были. Мы стали, альхамдулилля, мусульманами. Они, какая-то часть потеряла свою идентичность. Мы были, как говорится, их, так сказать, началом, альхамдулилля. Вот этот ебаный коммунизм закончился, и мы пришли в какое-то спокойствие в данный момент. И тут ты мне пытаешься говорить, что я, блядь, сепар или что-то в этом роде, блядь. Ты меня можешь даже нацистом называть, блядь. Мне приятнее будет, блядь. Нацист против узкого мира, блядь. И против вот таких манкуртов. Мне будет приятнее это, знаешь. А не сепар, пепар, там еще какой-то там нахуй. А сызга, кликуху ставил и ставлю, как говорится, в узкий мир и путинисты. Путинисты есть, навальнисты есть. И всякая еще Гондурасия, блядь, всякая, блядь. Поэтому, ну, обидно то, что, ну, я в разных эфирах всегда вам тоже об этом говорил, блядь. Обидно одна хуйня у вас, знаете, какая, блядь, что манкурты, которые, блядь, живут, нахуй, в Татарстане, и которые никогда не были, нахуй, рожденные в Азии, вот этот манкурты Татарстана, Башкортостана, вы до такой степени, блядь, заражены, блядь, нахуй, вот этим, блядь, идеологией узкого мира, что у вас реально, блядь, нахуй, страх перед Москвой. Понимаете? У вас страх, у вас, как бы, нельзя сказать вас, блядь, тупыми и так далее. Нет, вы можете, блядь, работать и врачами, и так, но у вас страх. Про страх я вам в каких-то эфирах тоже рассказывал. Вот этот страх вам нужно перебороть, чтобы выйти из этого манкурского состояния. А вы пытаетесь нам что-то доказать того, что, блядь, мы сепары, блядь. Поймите одну вещь, блядь. Если бы, допустим, да, ведь подобие нас люди бы не появились бы, то мы, получается, были бы подобие вас. Смысл понимаете какой, блядь? Получается, ты пытаешься, блядь, сопоставить себя мной, чтобы я был как ты, блядь. И чтобы я как бы пел как ты, нахуй, был в страхе, жил в страхе и так далее. О чем? Получается, Аллах Та'алям нам вот именно дает разные пути. Син джаханнам юлундасың, блядь. А біз, иншаллах, жаннат юлундабыз, Алла берсе. А син джаханнам юлундасың. Чөнки син пытаешься принизить
свою же нацию, говоря о том, что ты татарский русский, блядь. Русский татарский, блядь. Епта, что за дичь ты несешь, блядь? Ты определись, сука. Определись, ты или татар, или русский, блядь. Определись. Есть одна какая-то только нация, блядь, определенная. Вот во мне 3. Но я же себя не называю русским, блядь, нахуй. У меня есть 3 нации. Поэтому ты тоже определись, блядь. Или ты крестоносец, блядь, которого, блядь, в жопу ебали, как грубо говоря, блядь, нахуй. Иван Грозный крестили вас. Или ты из этих, блядь. Определись. Поэтому, когда ты говоришь, блядь, за народ, ты определись, что ты только чмо, блядь. Только ты чмо, который, блядь, как это, блядь, всегда я говорю, блядь, загноение, нахуй, внутри народа, блядь. Ты опухоль, блядь, нахуй, для народа, блядь, которые мы должны вылечить. И я тебе как не как сектант, блядь, какие-то там обезбашенные, чокнутые, блядь, там в ИГИЛе, еще где-то там долбоебы, допустим, в мире создали всякие секты, да, ведь там свидетели Иегова, нахуй, это всякая бурда-мода, нахуй. Я не из этих людей, блядь. Я тебе в полном адеквате это тебе говорю, блядь. И я не ебанутый какой-то там канал веду, я конкретно вам подобие вот таких долбений, блядь, пытаюсь открыть глаза, блядь. Если было бы это, знаешь как, блядь, из пизды Кукуева, там, допустим, да, ведь вел бы я разговоры там, разные моменты были, с улицы я вел, там, разные моменты есть у меня в каналах, вы можете зайти посмотреть, если ты первый раз сидишь, да, ведь. И это тебе не доказательство ли, что, блядь, нахуй, адекватность, нахуй, человека определяется вот такими моментами, блядь. Человек сейчас у меня, блин, минут 20 назад сидел, дагестанец сидел, другой подходил, чеченец. Люди в адеквате. Почему? Потому что эти люди пережили что-то. Они знают, что такое этот путинизм и так далее. И все. Они понимают человека, о чем идет речь, блядь. И они адекватные люди. Может, они не топят, как я. Заранее, но люди адекватного положения. Не как вы, блядь, долбоящеры, которые, блядь, пытаетесь мне что-то донести, блядь, здесь. Не, мы там смотрим твой эфир. Вот как раз вот, я только про них говорил. Да тут этот татарин русской душой вышел, блядь. Я ему объясняю, о чем речь, блядь. Ну, там комментарии мы читаем, один говорит, чушпан. Да, пиздец, пишет, читает. Люди вот наблюдают меня, оказывается, а вы говорите, что, блядь, хуйней маемся. Нет, реально, да? Да, вот это. Надеюсь, я тебе вот этот татарин, русскому татарину, я объяснил, надеюсь, что этот... Выебываться не надо. Да, ну хуйней страдаешь, блядь. Скажи, не выебывайте, а то быстро на рельсы посадим. Слава Украине, да. Вот это, Андрей, слава Украине. Вот объясни этому татарину в комментариях что-нибудь. Вот объясни ему, почему вы воюете. Да, и я русский татарин. Я просто херею. Я просто, бля, мне стыдно просто. Бывает такой русский дагестанец? Нет. Или русский чеченец? Бывает Нет. такое? Я не могу понять, вот это что за хрень. Скажи, Просто- Чанду не ищи, Чанда ты, короче. Просто херею, бля. Вы говорите... Ну, кстати, та-та-та-та. А просто пиздеть решил. Недалеки. Пока есть татары, Россия не победит. 90% татар готов за русских умереть. Тяньшан. Да, правильно говоришь. Тяньшан, да? Вот, видите, вот опять. Это что за чучмек, блин? Вот такие вот нацики тут сидят, блин. Порой, блин. Да, давайте те не манку
не мангуртизированные татары Башкорталга скоро Раша развалится, берите побольше земель и выгоните мангуртов на Бамбас. Да, не, ну мангуртов мы отправим, блядь, на, как уйгуры китайцев лечат, вот в такую тему мы хотим их загнать, блядь. Лечить их будем мы. Нахрен их убивать, блядь. Рабы. Пусть, как говорится, будут лечиться в психушках, блядь. Татарский учить будут, башкирский. Работает, да? Благодарю. Не, мне кажется, этот русский татарин, это русский есть. Потому что я так подозреваю. Он не татарин. Он просто русский, прикидывается под татар. Бот какой-то сидит тут сейчас, блин. Мозга канифолит нам. Да. Не, на сайте люди заходят, вот я не знаю почему, я вам просто прикольно зайду, вот этим вопросы, которые мне задают, вот на сайт вы заходите, ну, как мы заходим, да, мы заходим вот так, вот, план Путина, видите, да, вот так заходим, вот просто в YouTube мы зашли, и вы заходите, какой-то черт в виде меня ведет блог, допустим, да, вы думаете, ни хрена кто-то в онлайне, да, сидит, заходите, да. Когда ты заходишь, вот, допустим, вот Грэм идет в эфир. Я, как адекватный человек, захожу сперва не на это видео, но я с Грэм знаю, что это такое. Захожу, допустим, вот сюда, к ним Осечкин идет. Вот Осечкин ваш русский, из Самары. Я захожу сразу вот где Грэм, туда, где подписаться. Захожу туда, захожу к ним, читаю канал. О чем канал? И на канале написано... Так, которые не могут понять, написано ведущий Вадим Родионов и Анна Лейтенант Григорьева. Допустим, у меня там написано, что написано, давайте я вам прочитаю. Вот тут написано мне. Вот заходишь сюда, и потом мне вопрос задают, зачем ты это говоришь. Вот тут написано для тех, которые не понимают. Ну, может, я на татарском написал. Ну, значит, не понимаешь, не надо заходить тогда тебе сюда. Борьба. Краш урусняга каршы. Кто очкует, не заходите. Мат мой не должен сигаря вас. А ошамаса, открой канал и говори, как секси-тёлка. Туйдырдыгыз уруснядан курканлар сигенмегіз бушка юкка. Перевод примерно. Я тут миксовал, видите, чтобы понятно было. Кто против русни борется, ну типа welcome. А кто очкует, не заходите. И мат мой не должен вас ебать. Вот так и написано тут. Вот. И это написано, блядь, когда открывался канал. И нахрен мне доебывать насчет этого, я не могу понять. Не могу слушать. Да не слушай нахуй. Не слушай, иди нахуй спи. У вас 2 часа ночи уже. Кутак варманда минишь-то, блядь. Завтра послушаешь, блядь. Надоели уже, блядь. Реально, да, блядь? Прямо обидно мне, блядь. Да, бывает, да, материшься. Почему материшься? Потому что вот такие уёбки сидят в виде татары, русские татары, блядь. Как не материться здесь, блядь? Как им? Я в душу мотал. Ну, убивают меня они, блядь. Халайсан, альхамдулилля, яхши, өзингиз. Всегда же мы знаем, что мы же не можем, вот допустим, да, если даже про ислам, мы же не можем кому-то ислам навязывать. Мы же уже прошли эту школу. Кто-то ругается, кто-то нет. Астафируллах, само собой, мы мусульмане, само собой, но за язык мы будем отвечать. Не то, что я за язык, я за себя пытаюсь тут отвечать уже. Не то, что я за язык, блин. Перед Аллахом мы будем все отвечать, чтобы громко не было сказано. Просто обидно то, что люди в моих вот этих высказываниях пытаются найти грязь из-под ногтей, докопаться до меня, чтобы меня унизить перед эфиром. Окей, мне же разницы нету. Понимаете, я же изначально, когда вылазил на этот канал, я уже изначально знал, что будет разные
гондурасы, так сказать, блядь, которых нужно будет преодолеть. Выхода нету. Но это же как бы все равно движение вперед. Мы же идем против Москвы, значит мы движемся. Не нравится, нравится. Блядь, выходи, красавица. Выхода нету у нас, понимаете? Я пойду, короче. Не вставать. Мне тоже надо. Да, час ночи. А чё вы? Я думал, вы уже ушли. Да, у меня вот сейчас... Нет, и вы ли что-то делали? Там, короче, кто-то орал, нас прогнали, короче. Охранники. А, да? Да. По домам. Ладно, давайте, удачи. Сейчас продолжим. 42 человека, Рахмат всем. Тут пацаны, короче, курнули и пришли сюда. Вот так вот. Поэтому спросил, они выходят курить? Если да, то скажи, чтобы они пришли на улицу. Тут этот чувак наш пишет, если, говорит, курить выйдете, пусть придут, говорит, на улицу. Нифига ты тут, блин. Вот ты даешь, ты меня пасешь, да? Пасешь меня ты. Сейчас они туда пошли. Сейчас идут туда. Блин. Вас там этот ждет. Тот Ильясик ждет. Вас ждет где-то там. Вот он вас ждет, он мне пишет сюда. Кино вы. Так, оказывается, русским по-другому разговаривать. Они кроме мата другого языка не понимают. И вот я говорю, вот где этот татарин? Вот сейчас меня перебили с пантологией. Где этот татарин? Где этот русский татарин, блядь, который меня убивает, блядь? Русский татарин. Я херею, блядь. Че, он бахнулся? Сам себя позаблокировал, что ли, он? Куда он делся? А, вот он. Да, я русский татарин. Ну и что за хрень, блин? Ну это или прикалывается один сидит меня, блин, или что? Да, и самое интересное, что вот этот, ну, тема, да, это заражение этого, блин, в этой же армии я и получил. И я не могу от этого избавиться. Не в том смысле избавиться. Избавиться легко, проблем нет. Можно не употреблять вообще ничего. Но именно высказывание в таком жанре дает, как бы, знаете, как конкретный ответ. Как бы не мусолится какими-то литературными словами, там, подобие, как Руслан Айсин рассказывает же, его надо чуть-чуть на перемотке слушать. Вот примерно так. Можно и так сидеть, разговаривать, там, сюсюкаться с вами, проблем нету, но не в этом суть. Суть в том, что нам нужно понимать цель разговора. Цель разговора — донести каждому из людей, что мы не на правильном пути в данный момент. Не на правильном пути. Идем, блин, туда убиваем, сюда убиваем. Что мы делаем? Только убийствами занимаемся. А когда мы начнем жить-то нормально? Вы что, думаете, что мы перебьем всех? Потом будем нормально жить, что ли? Да ничего не будем, блин. С этими инвалидами из Башкортостана, с Татарстаном кто будет возиться? Как во время Сталина, что ли? Мы же уже наслыхались этих новостей. Во время Сталина их прятали, их в деревня запрятали. И что, в деревнях запрятали их в деревня? А потом мы узнаем где-то через 80 лет, в деревнях они, оказывается, ныкались. А этих куда ныкать будут, интересно? Как вы думаете? Остались ли деревня для них? Ныкать их? Деревня в России не остались. Куда вы хотите прятать инвалидов из СВО? Я не могу понять. Что вы с ними хотите делать? Поэтому-то и тут вопрос возникал в тот день. Руслан Кутаев с Русланом Айсином вопросом, или кто там вел эфир. Куда денутся вот эти инвалиды? Вопрос задается. Куда мы денем инвалидов? Вот давайте каждой республике, вот тут один огрызался с Мухаммадом с тобой, куда мы отвезем
Наших инвалидов, башкиртов, татар, чеченцев, Дагестан, куда мы их отвезем? Куда вы их хотите отвезти? В Узбекистан отвезем или куда? Куда вы отвезти хотите их? Вот этот вопрос у меня возникает после того, что я порой иногда слышу в эфирах. Поэтому Путин не хочет останавливать войну. Зеля-то, может, хочет, Трамп хочет, блин. Все хотят. А куда потом вы девать-то хотите? Допустим, давайте сравним Палестину с Израилем. Палестина с Израилем. У них есть такая тема? Как вы думаете, есть у них раненые? Куда они дели своих раненых? Куда они денутся? Что происходит вообще? Дети, люди, куда они денутся? Они там же. Они там же, где-то там в Газе, где-то они там образуются. И в России то же самое. Или что, все, которые воевали на Донбассе, останутся? Может, их не будут выпускать из Донбасса, из Донецка и так далее? В Крым расположат всех. Мне просто вот этот момент очень печален. Мне он дает, знаете, как какое-то дебильное состояние над этим вопросом. Почему? Потому что мы знаем историю наших дедов 41-45, когда мы вместе все воевали, и через 80 лет слышим, что тамошние инвалиды были где-то заныкнутые. А тут сейчас куда вы хотите заныкать их? И никто об этом никогда не знаю, не задумывается, мне кажется. Куда вы их девать хотите? Утилизировать как вы будете их? Живых людей. Они живые. Герои будут для вас, наверное, они, я не знаю, убийцы. Как они, блин? Ладно, Башкортостан с Татарстаном справится, потому что мы, как мусульмане истинные, мы как-то примем своих людей. Потому что у нас нет такого выкидывать их на улицу. А вы-то как примете их? Москвичи, там еще другие, которые, как вы примете? Если женщины там по 5 мужиков поменяли за период того, что сколько она похоронила, и, допустим, 4 похоронила, 5-го она замуж вышла. И меняет, как перчатки, каждый день СВОшника под себя. Они же точно не будут смотреть за этим СВОшником, который последний придет живой. И с ними как они будут поступать? Они утилизируются, наверное, куда-нибудь инвалидный дом. Но этот инвалидный дом вообще есть? В Норвегии есть. В Норвегии я видел. Там работала одна знакомая чеченка. Она работала как раз в престарелом доме. Инвалид, престарелый дом. И там она говорила, дети каждый месяц платят деньги. Поэтому эта вся организация работает. Нет денег. Goodbye, твоя мама или папа. Вот такая система там. Нифига не государство смотрит, а смотрят дети, если есть дети. Из-под земли найдут, если есть дети. Они будут платить. А у вас что? Кто будет платить? Как у вас будет происходить? Если, допустим, пошел последний, так сказать, сын на войну, мать взрослая, умерла или отец, все, семьи нет, он-то где будет жить? Таких вопросов идиотских дофига. И мы тут огрызаемся насчет того, что там этот чертовый непонятный русский татарин русский пытается мне мозга канифолить тут. Вот, как ты русский татарин, ответь, куда твой солдат вернется. Разницы нет какой нации. Куда он вернется? Вот куда он вернется, если в России нету инстанций, которые помогают этому? Нету там, понимаете? Если вспоминать 41-45, военные получают в России там от 10 тысяч рублей подарок на 9 мая.
А в Узбекистане, там, в Казахстане дают огромные деньги. В Азербайджане, всем вот этим отечественникам 45-го года, военным, так сказать. А у вас дают 10 тысяч рублей. И медаль, какую-то железяку. Зачем она нужна? Дают. Вон, моим дедам тоже давали. Весь пиджак полный. И что? Что, он унес с собой? Нет. Нафиг оно, вон лежит оно, где-то висит, наверное. Пылится в шифонере. Кому оно надо? Никому не надо. А вот этот момент очень такой. Давайте вот этот дослушаем, что он говорит, этот мужик. Элементов весьма Больно сильно, тихо стало, тут орет. за нас, за тех, кто живет в других культурах и представляет нашу культуру, за нас вам не будет стыдно. И мы бы хотели, чтобы и нам за вас не было стыдно. И еще хотелось бы такой вот прикладной момент осветить. Наверное, не все знают, что вот эта икона московитского исторического дискурса, то есть Петр Алексеевич Романов, он по матери был татарином. То есть он из рода Нарышкиных. Его мать Наталья Нарышкина. То есть, говоря вот более простым языком, он был наполовину московит, наполовину татарин. И его именно прозорливости, его интуиции сегодняшняя Московия обязана вот своим положением в мире, каким бы оно ни было, каким бы спорным оно ни казалось и так далее. Так вот ему хватило ума отправлять за границу в чужие культуры, учиться тому, как другие государства, другие социумы, другие культуры, как они функционируют в этом сложном мире. И в этом смысле те, кто живут вне пределов нашего Хартланда, вне пределов Татарстана, они, когда мы будем функционировать как единое тело, вот именно эти части тела, которые имеют опыт и экспертизу функционирования в других культурах, они принесут свою пользу, и эта польза будет очень важной, очень существенной для нашего общего прогресса. Всем добра, любви, прощения, достоинства человеческого и гендерного. Ну и здоровья. Ну, короче, что он хотел сказать этим? Очень коротко, конечно, обрывок, что ли, здесь я не понял. Но суть примерно я понял, что это мы дослушали, просто мы до этого слушали, это как бы мы дослушали сейчас это, я уж не стал его заново катать-мотать. О том, что какой-то чувак, тайна татар скрыта, о том, что как этот идентичность оставить татары, да, об этом как бы он говорил. Нашей Вот социальной реальности. социальная реальность, вот это. Ну, не знаю, что за чувак, ну, вот этот, который я вам показывал. О том, что татары перемешанные. Я одну вещь, только тут одну вещь уловил, что Романовы, если наполовину татары, наполовину русские, уловил одну вещь, самую такую. Ну, для меня это идиотизм. То, что люди
когда миксуются, я не могу понять, почему, вот особенно вот из тех людей, которые миксуются в России, они берут сторону русского мира. Не знаю почему. У них, наверное, в мозг вливают какую-то дичь, что как бы надо выбирать, думают они так, какую-то там сильную сторону. Где сильная сторона? Русская сторона сильная, что ли? Или татарская? Или там, допустим, он, напомню, дагестанец, дагестанская сторона. Нет, почему он русскую сторону выбирает? Вот этого я не могу понять. И вот получается вот этот какой-то хуй Романов был наполовину русский, наполовину татарин. И что? Он что выбрал-то, блядь? Он рулил, блядь, нахуй, московской этой хуйней всей. Гнобил, получается, своих татар. И так далее. И если получается, правда, неправда, мы не знаем. Если с Алиной Кабаевой там реально это дети, это путинососы, блядь, это опять повторение идет, блядь, этого дерьма нахуй. Потому что Кабаева тоже, грубо скажем, блядь, пидораска, блядь, одним словом, блядь. Отец, блядь, нахуй, татарин с Узбекистана, чертила ебаная. Мать русская. Она пизда Ивановна в итоге. И исходя от этого, что мы понимаем, блядь? Понимаем, что, блядь, если, блядь, реально от путинососа дети, получается дичь вот такая романовская, получается там. Бурда-мода нахуй какая-то, блядь. И получается, что? Опять нахуй какая-то смесь бульдога с носорогом нахуй будет рулить нахуй и унижать все народы, блядь, России. Доходя до, блядь, грубо говоря, до границ Афганистана. Зачем нам это нужно? Почему, блядь, в наших республиках не должен править наши нации? Какого хрена, блядь, нахуй, везде сидят евреи эти ебаные, нахуй. Или русские в Дагестане, допустим, Меньшов этот, Меньшиков, хуй знает, что за нация у него тоже, блядь. Почему так? Почему в Башкортостане Хабиров, блядь, Типтарин, блядь, или кто он, нахуй, он не башкир? Почему в Татарстане, понятно, ладно, татарин, блядь, но манкурт. Поэтому нам нужна своя идентичность. Путиносос же постоянно говорит, идентичность русских, она такая. Какая, блядь? Какая она такая? Вы свою идентичность русских знаете, нет вообще? Вы кто такие, блядь? Финно-угры. Где ваша идентичность? У вас нет идентичности, блядь. Потому что вы свои лапти-то забыли. Переобулись вы. Вы забыли себя, кто вы. А мы хотим себя не забыть, а вы даете нам забыть себя. Поэтому, когда ты тут говоришь, что татарин, русский татарин, блядь, ну, я вообще не согласен этим. Потому что ты и не ту, и не эту, блядь, сторону ты не можешь, блядь, поддержать, получается. Только ты берешь ту, как бы по-твоему, сильную сторону ты можешь, русскую, ну, как русскую. Допустим, в Москве, если был бы татарин, ты бы татарскую сторону взял бы. Вот бля буду, ты так и сделал бы, блядь. Ты не взял бы русскую сторону, потому что они были бы в лаптях где-нибудь там, блядь, нахуй, бурлаки на Волге. Ты бы взял бы татарскую сторону. Во время Казанского ханства ты бы взял себя за татар, блядь. А сейчас ты русский, потому что ты думаешь за Путина, блядь. Не... Доброй ночи. Поэтому я не знаю, почему так, блядь. Почему, блядь, вот эта всякая хуетация, блядь, сука, метисы, да? Вот меня тоже всю жизнь метисом называли. А на Западе они их метисами не называют, а называют там или мулатой, блядь, или что-то еще, как-то название есть какое-то, блядь. Но не метисы. Метисы, как бы, почему-то у нас так назвали. Вот тоже, как, откуда это ебучее слово, блядь, привязалось к нам. Непонятно. Поэтому мы понимаем, что если
получается, самое интересное, было бы оно как? Как у евреев, да? У евреев, блядь, хуй знает, мама или папа, блядь, но все равно он еврей, блядь. Но, блядь, у русских эта хуйня не прокатывает, особенно у татар. Почему это вот это прокатывает, я не могу понять. Вы что, копируете, блядь? Копируете свою вот эту, как бы, непонятную идентичность, что ли, свою, блядь? Вот этого я не могу понять, блядь. Когда я это осознал, знаете, я вот по себе говорю, вот я как узбек, башкир, татар, у меня 3 нации. Я это осознал, когда вот этот сыр-бор пошел в моей жизни. Еще я эфиры не знал, что такое, блядь. Меня вообще здесь не было. Когда я это осознал, мне вопрос задали. Где задали вопрос? Я вам в каком-то эфире говорил. Кто ты? Мне спросил. Мой брат спросил. Где? В посольстве Узбекистана в Москве. Я говорю, кто ты? А я говорю, узбек, татару татар, башкирту башкирт. Вот тогда я ему так ответил. Это было 2012 и 2013 год. Наверное, 2013 или 2014, вот какой-то те года. Они так рассмеялись, говорят, нихуя ты, блядь, говорит, хитро выебанный. А я говорю, а чё, блядь? А так и есть. И потом в дальнейшем вырабатывалось, вот историю начал знать, то все, блядь, вот это начал узнавать о нас, да, так сказать, о моих нациях, о нас, обо всем, вот этом правдивую историю. Там, кто такие чеченцы, там, Нохче, да, у их вот эти названия, там, Галга, там, эти ингуши и так далее. Я тогда начал понимать, что, блядь, нихуя. Так, у меня есть, оказывается, 3 нации. Я не та, блядь. И поэтому я понял, что у меня 3 нации, я не буду ни одну, блядь, кемсеттерге. По-узбекски как кемсеттерге. Ну, имеется в виду, по-русски это будет унижать. Ну, примерно так. Унижать. Зачем? Если я, получается, имею все эти 3 нации в родствах. Мои родственники. Почему я кого-то ниже, выше могу ставить? Да, бывают какие-то тупые моменты. Это такое сделал, это бывает. Но не так же, блядь, как, блядь, Романовы или там, или другие, блядь, Васьки, блядь, которые сказали, блядь, ой, я возьму-ка русскую сторону, блядь, и буду править Москвой, блядь. Нахуй, я буду чмурить татар, нахуй. Хоть и у меня, блядь, папа или мама татары, блядь, но я буду их чмурить, нахуй. Буду русским, нахуй. Это что за нахрен, блядь? Аллах сокласын, блядь, от таких пидорасов, блядь. Нахуй такую, если такая дичь родится, блядь, нахуй лучше сразу его нахуй в консервацию нахуй закопать, блядь, лучше. Нахуй такой уродец нам нужен, блядь, в будущем. Нам не нужен такой гоблин, блядь, который будет, блядь, брать эту сторону не будет, эту, потом, блядь, и в итоге, нахуй, страдает вся Россия, блядь. Нахрена нам такие гоблины, блядь? Шойгу, допустим, да? Вот вспоминаю Шойгу, блядь, я всегда гадал, блядь, сука, Шойгу, кто такой? Тувинец ебаный в рот, блядь. А Тува, блядь, видели в каком состоянии? Блядь, мне кажется, в Африке люди богаче живут, чем в Туве, блядь, тувинцы. Я вам, бля, буду. Это пиздец, нахуй. Это пиздец. Я в армии с ними служил. Дисбатовцы все, блядь. Почему? Потому что, блядь, они не терпят какие-то унижения. Они сразу, нахуй, ебашили. Дембелей, похуй, блядь, штык-нож, нож, блядь, всех хуярили. И в дисбат, блядь. Буряты тоже такие же. Грубо говоря, почти мы все такие, блядь. Из этих регионов, блядь. И башкортлар были такие же. Но татары и башкорты не доводили дело до этого, конечно. Как буряты или тувинцы. До дисбата. Вокруг да около, так сказать. Поэтому я хз, блядь, то, что когда я понимаю, что вот эти нации вот такие и берут одну сторону, конечно, там не то, что Казань, да все проигрывается там. Все проигрывается. Мне вопрос задавали,
в эфире. Если Башкортостан с Татарстаном, с Русней вместе пойдет в Узбекистан, ты какую сторону возьмешь? Мне вот такой вопрос задавали один год в эфире. Я не помню, что ответил, но вот сейчас могу ответить. Ну, явно адекватное что-то я ответил там тоже. Не отмазаться или там не выйти из ситуации, нет. Я могу конкретно еще раз повториться, ответить. Если я тогда не знаю, что отвечал, не помню. Ответить так. Не пойти бы нам всем на Москву, а не куда-то туда, в Азию идти. И такой же вопрос звучал насчет Казахстана недавно, если помните. Если такая тема произойдет, я вам всегда и недавно тоже я вам всегда призываю, говорил, что башкортлар и татарлар никогда даже не вздумайте, блядь, после Чеченской войны, блядь, нахуй, в сторону Казахстана смотреть косо. Ваша поворотная голова, так сказать, на 360 градусов должна повернуться на Москву. Только так. Вспоминая того татарина русского, я добавлю еще к нему. Вот как он, чтобы не быть татарином русским татарином, блядь, не нужно, блядь, чмырить нашей нации. Если ты чмо, блядь, не нужно, блядь, его обобщать. Когда мне говорят, зачем ты во всех нациях находишь одного плохого и потом всем там говоришь, блядь. Вот это тоже, и вам это касается, блядь. Если вот это такая тема, блядь, ты дичь какую-то несешь, русский татарин, татаринский русский, блядь, сука, пиздец, нахуй, заела аж у меня. Вот это дичь, если ты несешь, не надо нам нахрен, блядь, навязывать, что мы, блядь, нахуй, Башкортостаннан, татарлар или башкортлар, блядь, или там метис, как я, узбеком, еще добавок. Не нужно нам навязывать, что мы, блядь, нахуй, вот возьмем оружие и пойдем на казахов, блядь. Такого никогда нахуй не будет, поймите. Вы уже сходили уже, блядь, в Чечню, вы уже ходили в Чечню, блядь, мне стыдно за это, блядь. А ты мне говоришь, блядь, ты русский татарин. Мне стыдно за тех, которые ходили в Чечню, блядь. Я вам в своих прошлых эфирах, там, пару лет назад, как начинал, я вам говорил об этом. Мне стыдно за это. Почему? Потому что я пришел в ислам, и я понял это, что они же мусульмане. Как мы вообще ходили туда, сука? Как мы ходили, блядь? Потом повылазило всякие моменты. Вот даже сейчас недавно у меня кто-то, кому-то я подписался, или он мне, как это залетело его видео, чувак, который описывает там видео, прям поставлено видео, но он там описывает одну какую-то странную вещь, конечно, там. Видео, я тоже опять какая-то дичь несется. Как во время Дудаевых, еще кто-то там, когда дичь шла, вот эта, сука, узкожопая дичь напала на Чечню, в этот момент муджахеды из Татарстана были, оказывается, которые шли за Чечню. А мы же эти моменты не знаем. Но мы только знаем те моменты, которые шли обычные вот эти, нахуй, так сказать, нахуй, белобрысые, нахуй, татары шли, блядь, нахуй, против Чечни. За русский мир, блядь. И бурята мы знаем, или якута, блядь, одного, блядь, знаем, пулеметчик ебаный, который хуярил, блядь, нахуй, где-то там спрятался и хуярил всех чеченцев там. Знаем и про него, как там Петька пулеметчица, ну, типа, прикол есть же, блядь, анекдоты, блядь. Вот из этой категории. Мы знаем такие вещи. Поэтому, блядь, наверное, нужно нам остановиться от того, что, блядь, мы наделали, блядь, наши вот эти гребаные отцы, так сказать. Альхамдулилля. Мои как бы больно близко не ходили к этому. Сори. Поэтому прохладно что-то стало. Поэтому нам, так сказать, постыдить себя и наши нации, кстати, есть. И это, как бы говорится, опять-таки я вам еще раз повторяюсь, только сделать тот, который вот так, как по-узбекски, да, мы говорим всегда там в Азии, кутыңны қысқан киши, и там, точнее, нет, кутыңа жауап берген киши, пусть будет так, который за свою жопу отвечает, человек должен
ответить то, что да, мы сделали это, блядь. Мы неправильном пути были, мы манкурты, блядь. Мы сделали это, нахуй. И до сих пор эти ебаные манкурты есть у нас, блядь. Мы сделали это. Теперь мы не хотим этого. Мы хотим вместе, все вместе, вот вместе собраться сейчас и разъебать Москву. Вот это мы хотим. И это будет нормально. Ну, хотя бы, я не знаю, отбелиться не, перед людьми не получится у нас уже физически. Хоть и морально, хоть как, блядь. Ну, хотя бы чуть-чуть отбелиться перед Аллахом может как-то, да? До смерти. Потому что момент того, что мы не пошли, допустим, какую-то войну, такую войну. Я вам рассказывал, что в Палестину мы не можем, в другую войну мы не можем, в Сирию не можем, в ИГИЛ не можем, потому что это не наше. Нам у себя надо разобраться. Мы никуда не можем идти, нам это не нужно. Каждый сражается за свою землю в данный момент пока. Мы не можем суваться там 30 пизды колена куда-то, блядь, если у нас у себя разруха, блядь. Куда-то мы, блин, мы что, Трамп, что ли? Трамп может суваться, туда сунулся, сюда сунулся, там насрал, тут насрал. Мы же не такие. Мы же все-таки мусульмане, мы чистоплотные. Мы можем только действовать у себя сперва, а потом уже дальше. Когда у нас будет независимость, мы можем диктовать уже потом. Тебе там. Чтобы не бурагозили. И кто-то мне напомнил сегодня или когда там, типа, Туран, это типа англосаксы, короче, англосаксонская тема, туда-сюда, короче. Ну, кто-то что-то мне говорил сегодня, как-то там, окей, англосаксы, да хоть кто. Хоть, блядь, папа Карло нахрен, блядь, пусть будет, блядь. С вентилятором сзади, блядь, как у Карлсона. Разницы нету, кто, блин, нам любая поддержка в данный момент нужна. Главное, не от шайтана. Любая поддержка нужна, само собой. Имеется в виду вот физическая, визуальная, да? А самая главная поддержка нам нужна от Аллаха. И поэтому мы, когда идем на какое-то действие, какие-то действия, мы должны понимать, башкортлар, татарлар, как мусульмане, мы же хотим построить нормальную мусульманскую страну, а не такую долбанную какую-то, которую мы сейчас живем, блядь, так сказать, хабировской жизни. Хабировская, минихановская, блядь, этого Рустамчика долбанного. Не нужна нам такая жизнь, блядь. Они тоже, как бы, так сказать, понимают это, что они в жопе. Что, блядь, подобие нас люди есть, они знают. Они знают, блядь, Кашапова, в конце-то концов, блядь. Хоть и он хрен знает, продажная шкура, не продажная. Они знают Ахмад Закаева, они знают тех, которые борются, блядь, против Москвы в Украине. Они все знают. Рота Башкирт там есть. Хоть малоизвестная, но все равно есть. Что-то есть же там. С кем я общий язык не смог найти в прошлом году, если помните, я им писал, они сказали, там, оставьте, мы послушаем, оставьте это, послушаем. Короче, они начали на меня наезжать, и мы с ними не договорились, я нахрен их послал. Потому что они что-то там мутят с украинцами. И это мне как бы само собой уже дает звоночек, что они под кем-то. А я вам всегда призываю, чтобы под кем-то мы не будем. Всегда я вам напоминаю в своих эфирах о том, что у нас нет кто-то, чтобы мы были под кем-то, блин, кроме Аллаха. У нас нет никого, кроме... Вот этот... Это, знаете как? Это закон системы. Закон системы, который нам внушил это. Допустим, пример. Там едем, точнее, ну не едем, выходим в город, допустим, в любом мире, в любой стране. И у нас есть закон. Желтый, красный, это как бы закон системы. А я вам пытаюсь вдолбить одну вещь, что у нас нет никого. Особенно у россиян, так сказать, в кавычках. У россиян, которые там живут, у нас нет хозяев.
Если вы меня хорошо поймете, у нас нет хозяев. Ни у одного башкирта, ни у одного татара, Дагестана, Чечни, ингушей, разницы нет. Нет у нас ни у бурят, ни у марийцев, нет у нас хозяев, поймите. Вы просто живете в какой-то колбе, выдуманной, и думаете, над вами есть какой-то путиносос сраный, и еще какая-то мразь в виде Соловьева и Скобеевой, блядь. Дичь вот эта, балаболы. И все, вы думаете, вот эта вся система есть. Ну нет этого, вы поймите, нет, это вы сами себя обманываете. Когда я перебью, да, самого себя и задамся вопросом. Вот здесь было тоже наезды. Помните, я вам говорил, не говорил? Наезды были у меня вот здесь недавно, блядь. Намаз не читай, блядь, там. Иди пиздуй, читай в комнате. Или иди нахуй, проваливай отсюда. Была такая тема. Недавно я вел эфир в ТикТоке или где, высказывался об этом. Или в том эфире. Была такая сценка здесь, блядь, с одним чуваком здесь. Секьюрити ебаные. И что? И то. А мы должны терпеть. Как мне сказали красиво недавно. Мы же в гостях. Теперь возвращаемся к моему тому, что мы никого не должны слушать. Не так ли? Никого мы не будем слушать где? В своем Дагестане, в своей Ичкерии, в своем Башкортостане, в Татарстане, в своей Эрзе-Мокшинской земле, Бурятии, Якутии, Сахалине и так далее. Вот там мы не будем слушать никого. А здесь мы в гостях. Как сегодня эта хохлушка мне мозга проебла, говорит, во Франции, которая писала мне, что она сказала? Типа, мы их типа должны терпеть или что-то тоже, подобие этого она написала. Ну, как бы выхода нету, говорит. Да, у нас выхода нету. Она написала это. Мы из-за Москвы стали цыганями уже 4 года, или как, сколько она сказала, блядь, мы цыгане. Да, вот мы тоже самое, блядь. У нас тоже уже, блядь, 3 года с крючком, так сказать, уже 4-й год покатило. Мы тоже цыгане, блядь, оказывается, тут. Люлишки, блядь, по-узбекски. Которые тут, там, блядь, шмонаемся, блядь, то там, блядь. Так как мне кто-то сказал, прибираешься, что ли, там? Да, прибираемся тут, нахуй. Хули тут прибираться, блядь. Все за нас делают. И вот поэтому внутри наших, так сказать, земель не будет никакого хозяина. Поймите это. Если мы это поймем все вместе, то мы завтра уже идем на Москву. Вы смело можете мне писать, что там, вылазишь, идешь, нет? Мне пофиг, это место будет. Я возьму барахло свое и приду, поеду на своем велосипеде. Мне похуй. Скажу, идите нахуй, у меня срочное дело. Съездить надо в Москву, блядь. Расквасить нахуй, как говорится, Кремль. Я с удовольствием пойду, иншаллах. Пусть Аллах даст в моей жизни это все дело. Чтобы я увидел глазами, и что я говорил, амальга ошсен по-узбекски. Амаль, вы знаете, да? По-татарски гамаль. Амаль это арабское слово, да? Амаль это наши нияты, да? Наши действия, чтобы они сбылись, иншаллах. Я хочу, чтобы оно в моей жизни сбилось, чтобы потом не говорили вот эти дичи, русско-татарская хуйтация не говорила, чтобы я был пиздоболом, блядь. Поэтому я хочу этого увидеть, блядь. И это не просто слова, блядь, а хочу амаль сделать это. Всегда намаз читая, если про это я вспоминаю, про это и забыть невозможно, вспоминаю, я говорю, Аллах Та'алям пусть откроет нам двери все, чтобы мы дошли до цели. Не только цели какой-то там своей личной выгоды, а именно той цели, которая нам нужна. А нам нужно вот это.
Сама идентичность, идентичность башкиртов, татар, нохча, чеченцев, всех. Идентичность наша нужна, блядь. Вернуть это все надо. Чтобы нас было до хрена, как в Узбекистане, 37 миллионов. Я тоже наблюдать хочу нас, чтобы было много. Башкиртов, чеченцев по 1,5 миллиона всего лишь. А я хочу, чтобы у нас было, может, по 150 миллионов. В каждом мусульманской нации. По 150 миллионов. Нормально. Губа не дура. Чтобы мы могли, как говорится, противостоять любым, блядь, ебучим крестоносцам. Любым, блядь, которые, блядь, как Нетаньяху бзикнет в голове, блядь, если вот такое, блядь, дерьмо у него появится, чтобы сразу отошла, блядь. Чтобы сразу он, блядь, оклемался. Когда наш народ увеличится. Чтобы они не рыпались вообще в нашу сторону. Особенно Московское болото, блядь. Дальше Рязани, чтобы не высовывались, всегда я вам это говорю. Дальше Рязани, чтобы мы их нахуй не видели никогда, блядь. Вот этих русских татар, татарских русских. И так далее. Всякие вот эти дичи, которые предадут нас еще. Из наших тоже предадут. Они уедут туда. Я это прекрасно понимаю. Как бы. Там одними русскими мы только не успокоимся. Там и наши будут, вся вот эта дичь будет там. Как с Сирии, блядь, Асад же приперся, блядь. Вот так же будет, блядь. Я представляю, блядь, как, когда мы зайдем в Москву, блядь, иншаллах, кто же куда поедет, и кто у кого будет гостить, интересно, блядь. Мне кажется, у Лукашенко будут гостить все эти москаля. Мне кажется так, блядь. Самое ближнее место это Московское болото, чухнет, блядь, там всякое есть уже эта дорога. Прямо нахуй в Минск у них есть, блядь, метро. Москва-Минск, блядь. Закрытое метро, дырки. Я же в каких-то моментах вам рассказывал, нет? Что есть дырки, блядь, в Москве, блядь. Такие проходы есть, которые мы не знаем даже. Прямая линия на Рублевку. Это движухи же есть эти, блядь. Как бы, да, ну я все-таки дохуя в Москве жил, блядь. До хрена чего он услышал, блядь. На МКАДе, короче. На МКАДе я вам рассказывал, что есть. На Ясеневском проспекте, блядь, Ясенево, да? Метро Ясенево, блядь, Новоясеневская. Там есть МКАД. 41 километр. Не доезжая 41 километра, между 41 и Бутово, Варшавское шоссе, есть один промежуток, блядь, нахрен. В этом промежутке есть закрытая зона, блядь. Допустим, с Ясенева спускаешься туда, но туда кирпич, блядь. И заходишь в Google, Яндекс, заходишь в Google, не видишь ни хрена ничего, блядь. Но там есть объекты. Эти объекты, блядь, как раз таки воткнуты, блядь, и в метро туда идет, и закрытая территория. И кто же там живет, блядь? А? Вам? Кто же живет там в таких скрытых местах, блядь? На карте нет, не обозначено, на Яндексе нет, на Гугле нет. Нигде нету. Просто лес. А там есть. Кто там живет? Ну там живут вот эти, блядь, ебучие, блядь, депутатские, блядь, системы, блядь. Ну, мне кажется, там говорили вроде, блядь, то ли, сука, Медведев живет, то ли, блядь, какая-то дичь там живет. Вот из этой категории, блядь. Вот из этих, блядь, уродов, блядь. Вот, он, ладно, живет, блядь, но это, блядь, до такой степени закрытая территория. Еще тему одну вспоминаю, блядь. Я же, блядь, по соседству еще, блядь, в охране чуть-чуть, блядь, было время, после армии работал. Уж это я не знаю, говорил или нет. В этом, в Серебряном Бару, блядь. По соседству у этого пидораса Лужкова, блядь, хата была. Это долбоеба Лужкова, блядь. Лужкова, говорю, блядь. Жириновского, блядь, сука, Жириновского гандона. Я там всегда, блядь, вспоминал, блядь. Рядом, блядь. Мы, не знаю, то ли его хату сторожили, блядь, то ли другого, блядь, я не помню, блядь. Но пиздец, комендантский час там был, блядь. Ты зайдешь в эту территорию, но тебе вылазить там нельзя. Ты должен, блядь, только по позывному, по рации, только движение делать. Допустим, захотел в
магаз куда сходить, да, ведь ты должен, блядь, позывной, там, то, все, и по периметру ты хуй пройдешь просто, блядь. В каждом, блядь, промежутке, переулке ты должен докладывать, кто идет, что идет, блядь. Потом только ты можешь какой-то магаз. Ну там нет магазов, блядь, вот в чем прикол, блядь. И магазов нету там. Это полностью, как бы, вся деревня закрыта, блядь. Дичь такая. Вот так они живут, уроды, блядь. И его на карте тоже нету. Я потом пробивал это, блядь, серебряный бор. Нихуя нету его, блядь. Нету этой ебучей деревни, блядь. Там нету этого места. На карте нет. Яндекс скрывает его. Вот такая дерьмо, блядь. Поэтому и всякая дичь вот эта ебучая, блядь, в Москве, да, ведь, она будет шкериться конкретно. Наша задача найти все, блядь, потайные ходы, выжать все по максималке, вывести все то, что нам принадлежит. Как всегда мне напоминает, голову Кенесары хана тоже вывести, отдать казахам. То, что там нам положено, там и чеченцам, и всем, и все вынести. Вроде бы и у дагестанцев что-то есть там, кто-то что-то там есть. Поэтому как бы вывозить надо все из Москвы, из московского Третьяковской галереи и так далее. Поэтому чтобы у нас, ну, как бы была довольность нашего, довольность нашего, ну, прогресса, наверное, да, или вот этого момента, который мы будем побеждать, да, до ума доводить вот эти моменты. Из-за этого самый такой тяжелый момент здесь во всем, да, ведь, что у нас вот нету места, так сказать, да, ведь, вот сколько мы говорим об этом, да, ведь, нету момента, места, откуда зайти на Россию. Вот самая такая печальная ситуация, как мы зайдем. Мы зайдем или через Кавказ, мы зайдем или через Башкортостан, как мы зайдем, вот в этом идет вопрос. Потому что мир, вот я сейчас читаю вот этот Радио Свободы, тоже вот в 2 метрах от мира. Мир в Украине, позиция США, ЕС, Киева и Москвы. Когда этот мир произойдет? Даже если он произойдет и так далее, мы еще, как говорится, грубо скажем, не собраны ни в каких реалиях. Не собраны. Потому что, так сказать, Эрдогану это не нужно. Хоть и 400 тысяч армии у него, ему не нужно это. Там, ну, мы не можем свою армию как бы до ума довести. Вот такая вот фигня, понимаете, Туанлар. Поэтому я так сказать, движение, наверное, да, ведь я делаю, чтобы все-таки где-то мы сможем разбудить какое-то там энное количество людей. Вот для этого я это и стараюсь, как говорится, озвучивать постоянно. Да, бывают у меня какие-то моменты, жестко что-то высказываю и так далее, но не в этом суть, это мелочи. Мелочи, как говорится, того, что нас ждет. Понимаете, нас ждет что? Война. Война, от которого 3 года, там, или сколько, уже 4-й год, пытаются скрыть перед всеми со своими СВОшками. Особая операция. Да нахрен ваша особая операция, блядь. Особая операция, которая 3 года, и даже, прикиньте, 41-45 даже было 4 года. 4 там с копейками. А тут уже, блин, мы почти на 4 годах стоим, блядь. Вот, понимаете, идиотизм какой, блядь? Это полнейший идиотизм. Что, блядь, война с фашистской вот этой ебучей Германией, блядь, шла, блядь, 4-5 лет, а тут, получается, ну, это, получается, вся Европа, имейте в виду, в тот момент, да, ведь? Не только с Германией же. А тут маленьким куском Украины
идет, блядь, больше 3 лет, блядь. Ну, как это, блядь, можно посчитать, да? Как это? Я считаю, что это полная уже деградация, блядь. Потому что это можно, ну, конкретно, не то, что можно, блядь, сравнить то, что Нетаньяху напал на Газу. Или там Газа умирает, блядь, от рук Нетаньяхи. То же самое. То же самое, блядь. Вот самое интересное, всегда я это говорил еще, когда, блядь, не при делах вот этих дел был в Москве, задавался вопросом, куда же после Грузии зайдет Россия? После Грузии, сука, зашла в Украину, блядь. Ну, до этого она еще где-то намудачила по мелочи. В Грузии, после Грузии зашла, ну, примерно в Украину. Понимаете? И вот после Украины куда же она пойдет дальше? Куда она будет, блядь, использовать свои вот эти инвалидские ресурсы, блядь, этих гребаных убийц? Куда она будет их использовать? Что будет она делать с ними? Вопрос остается открытым. Мы не знаем, как на него ответить, но поэтому я думаю, иногда надо с кем-то вести эфир. С кем-то вести эфир, развивать более какие-то другие вопросы моментами. Да, базара нет. Благодарю за комментарии, которые вы пишете, и вопросы там задаете, или какие-то там моменты мы развиваем, как бы расширяем какие-то, ну, так сказать, может, и знания расширяем, и какие-то темы развиваем новые. Да, и каждый день тратится на эту войну миллиарды, а фронт не движется. Вот поэтому я и говорю. Сколько людей ведь об этом уже нам сказали, что за один день, вроде, блядь, навальнисты считали, на один день, блин, расхода, на один день расхода, блядь, Россия тратит там хз какую-то энную сумму, я не помню сейчас, мы уже это озвучили один раз, вот энную сумму, короче, тратит, да, ведь, и эту, если бы сумму она бы оставляла бы куда-нибудь туда, блин, в Россию, допустим, блин, там были, Россия была бы уже 1000 раз лучше, чем, блядь, Америка. Понимаете? Получается, в Америке говорят бомжей до хрена, да, допустим, по странам, по каким-то городам, да, бомжей до хрена, да. А если так подумать, в России как бы тоже бомжи есть, но не как в Америке, я думаю, до такой степени, до хера. Но есть люди-бомжи, блядь. В России, блядь, люди-бомжи есть. В Америке-то люди-бомжи нету. Есть, блядь, бомжи и, блядь, люди есть. Есть бомжи и люди не бомжи, да? А в России, получается, блядь, и бомжи есть, и еще бомжи, люди-бомжи есть. Хоть и, блядь, жилье, но они, блядь, не лучше бомжей живут. Имеется в виду камбагаллар, бедные. Ёпарасота. Поэтому один день войны обеспечивало бы столько, блядь, до хрена чего. Можно было бы, наверное, каждый день строить в какой-то деревне новую деревню. Новая деревня строилась бы каждый день, наверное, я думаю, даже пусть будет из каркасных домов, сэндвич-панели. И то. И эти дома бы можно было бы кому-нибудь как бы выдавать бесплатно. Бесплатно. Вот, допустим, бах, этот путиносос сказал, один день дай-ка мы не будем воевать, один день не будем воевать, и вот за один день денег можно было построить ее красоты там, блядь. Пол Рязани построить можно было бы. Поэтому я считаю, что если мы в таком вот положении, как этот русский татарин русский говорит, что он такой, то мы, да, ведь только будем печься не за наши нации, а за то, что
Москва была сыта, а мы голодные. Мы голодные, мы дохли, блядь, голодоморами и так далее, а Москва должна быть сыта. Почему? Потому что там они очень много жрут. И мы терпилы. Мы будем терпеть, будем на, как говорится, хлеб да вода, а они будут, блядь, на мясе и на масле, как говорится, кататься. Примерно так. И поэтому я считаю, что вот, ну, я вам всегда говорил, нам солдаты нужно от 30 до 50 лет. За полтинник как бы нам не интересует. Что хотите, то и делайте. Хотите, нам морально помогайте, хотите, там в тылу помогайте. Но от 30 до 50 лет осознавать должен, должен, не дол, ну, должны, само собой, должен осознавать каждый, который думает о своей, как говорится, идентичности и независимости. А не так, что, допустим, там покричал, блядь, там где-то там в ебенях, подобие меня человек, блядь, и все, мы забыли обо всем. Ну, тоже так не прокатывает. Почему? Потому что твоя вот идентичность башкиртов, татаров, Дагестана и чеченцев заключается не в том, чтобы вы жили там внутри России и самоуничтожением занимались, а в том, что мы боролись. Наша задача бороться, блядь, бороться. Нахуя мы вообще пришли в этот мир, блядь? Как эти два долбоеба, которые мне сегодня встретились, эти два хохла, блядь, которые, сука, говорит, 3 года не работаем. Нахуя они вообще сюда приперлись тогда? Да не работаете, идите нахуй, там тогда будьте, блядь, у себя. Нахуй вы тут не работники нужны, блядь, в Европе, блядь. Вот такая дичь, понимаете? Президенты вас надо. Ну, президенты, конечно, это так мощно сказано. Не в президенты. Я, знаете, я же озвучивал вам насчет Курултая. Вот в Башкортостане и в Татарстане мы, ну вот мы уж, я хочу, чтобы был Курултай. Ну, в Татарстане примерно то же самое, это какое-то собрание, да, допустим, ну, как хотят, пусть называют его Курултай. В Дагестане, в Чечне там свой сбор. Ну, вот наш Курултай в виде иена, да, на башкирском иен, жиен, ну, вот это как бы сборище, сбор, ну, Курултай, так сказать, да, это красиво звучит. Вот Курултай, который раньше, в прошлом, в древности было в Оренбурге. Там собирались башкортлар, казахи, все. Вот Курултай был у нас по истории. И вот в итоге получается вот этот Курултай, башкиртов и татар, в дальнейшем я бы хотел бы, чтобы там управляли люди подобие нас. Подобие нас, с нашей вот этой идеологией, так сказать, уничтожения Москвы и так далее. Вот такие люди. Почему? Вы скажете, блядь, нахуй нам в Курултай нацисты, да? Вы подумаете, можете сразу. Нет, не нацисты, а те люди, которые хотят оставить свой народ, в конце до концов, блядь. Оставить свой народ, блядь, который еле сам и коньки не отбрашивает, блядь, 1,5 миллиона всего лишь башкиртов, 1,5 миллиона, чеченцев тоже 1,5 миллиона. Куда нам нахуй уже ниже, блядь? И поэтому, как бы добавлю, подобие нас, и чтобы у нас было, вот как у сегодня у какой-то там украинки, 4 детей, оказывается. Нихуя себе. Девушке 40 лет, блядь, типа у нее 4 детей. Заебись же, украинка. Машаллах, да ведь? Крестоносец. Ну, 4 детей. А кто-нибудь у нас в Башкортостане, в Татарстане, блядь, 4 родила? Нет, нахуй. Пизду свою жалеют, нахуй. Понимаешь ли? Говорят, ой, кто прокормит, блядь. Кто прокормит? И прокормится. Главное, ты с ним подтягни, не жалей, и все. Рожай. Пока рожается. Хуй ты, блядь. А то вы привыкли, блядь, одно родят, блядь, герои, нахуй, блядь, сука. 2 родят, все, пизда, нахуй.
надо это давать. Памятник ставить нахуй надо. Ветеранка, блядь, уже становится. Поэтому, если Башкортостанда, Татарстанда каждый год, блядь, рожать, блядь, допустим, ну, так сказать, блядь, хотя бы по 100 тысяч в год рожать, блядь, мы, наверное, там наберем, наверное, до хренища, там, лямов 10, наверное, за какой-то период, блядь. Ну, конечно, нам еще далеко до Узбекистана, блядь, к 40 миллионам примерно, да, 37 миллионов. Далеко нам, ну, если мы могли бы, так сказать, наладить. Это наша задача, кстати. Наша задача мужчин, блядь, которые остались, ёб твою мать, егитлер, которые остались, блядь, это наша задача, чтобы наши женщины там, блядь, жили, блядь, припевающие, так сказать. Хорошо, это наша задача, блядь. Кто, блядь, что? Мы от женщин ждем, чтобы у нас, блядь, не стало Путина или кого-то, блядь. Кого мы ждем, блядь? Вот поэтому мы должны создать это государство. Мужики, в конце концов, или какие-то, еще есть какое-то оно, блядь. Может, трансов позовем, блядь, лесбиянок, блядь. Оно же оно, блядь. Вот это, другую личность, может, родим, блядь. Если мы не можем, мужики не можем. Кого мы, блядь, еще должны бояться, чтобы мы кого-то должны найти, блядь, вместо себя, блядь. Если не мы, да? Тупо, да, звучит, блин? Вот кто должен, блядь, сука, блядь, порядок навести в Башкортостане, в Татарстане и в других регионах? Кто должен навести, блядь? СВОшники, блядь, наведут. Сейчас вернутся эти долбоящеры, блядь. Он же башкортостанское видео я вам недавно грузил. Вернулся уже один уебок. Пиздит там всех, блядь, в Миякинском районе. Кто он, блядь? Русский, татарин, хуй его. Кто он, блядь? Даже мы не знаем, такие мы не поняли, кто это, блядь. Но ебашит конкретно, блядь, долбоеб же. Контуженные, все скажут, дурак, дурак. Нет, не надо их жалеть, нахуй. Это не контуженные, блядь. Человек четко ебашит, блядь, это не контуженный. И не долбоеб. Адекватный СВОшник, который просто долбоеб. Просто долбоеб он. Не тупой и не ума лишенный, просто долбоеб. Почему? Потому что, блядь, он привык уже там убивать людей. Да, вы можете сказать, а может он не убивал еще. Но он уже побывал в тех моментах, если он реальный СВОшник был. Но форма точно СВОшника, блядь. Не будет же он, блядь, ходить как СВОшник, если он не СВОшник. Нахуй ему одевать эту одежду. Но это точно будет долбоеб. Поэтому я считаю, что вот такая дичь, да, ведь будет до хрена. Не говоря о том, что, блядь, русские с нами бог, вот эти будут еще ходить, блин, распиздяи. Русская община, блядь. Не знаю, как вы это дальше думаете, что делать. Я считаю, что у нас везде проблемы. Одни проблемы, блядь. Из этих проблем мы должны как-то вылезти, я думаю. Да, я не помню, вот на Украине такие же будут. На Украине такие же будут. Это все, это дичь конкретная будет, блядь. Контузия будет, блядь, везде будет это, ну, имеется в виду, блин, в правильном смысле контузия. Потому что они будут в адекватности, поймите, они не будут все долбоящерами. Да ведь вот мы будем думать, что все, съездил, все. Нет, они будут адекватные, вот в чем прикол, блядь. Вот этого надо бояться. У нас же нельзя говорят же такие, около дурактан куркага керек, там, допустим, от умного дурака бояться надо, да, или какое-то выражение есть же, блядь. Вот это будет, понимаете? Потому что мы все-таки не в древности живем, даже в древности так и было бы. Сейчас мы живем в 21 веке. И человек, который, блядь, туда пошел, он знает, что такое телефон, компьютер, интернет и так далее. Он будет, блядь, адекватным.
И как раз-таки, так сказать, блядь, из этих долбоебов еще будут рождаться дети. Вот в чем прикол еще, блядь. Вот уже в детях будет уже какая-то, блядь, печалька нахрен. Неизвестно, кто там будет, блядь. Или маньяк родится, блядь, или я не знаю кто, если оно переходит вот таким образом. Мы не знаем, блядь, как это будет происходить. Поэтому у нас очень много, блядь, мы на себя взяли, пойдя, блядь, за путинский, блядь, мирочек московского болота, блядь. И получается мы так сказать, ну, блядь, самопроизвольно, нет, даже такое выражение пойдет, как бы сами захотели, так сказать, стать вот этими убийцами. Сами захотели стать вот этим изгоем общества. Они этого, может, тоже будут понимать в дальнейшем, что они будут изгоем. Но общество Москвы их будет поддерживать пока до какого-то момента, что типа их не трогайте, герои, блядь, не трогайте. Ну как в тот день только тоже загружал. Саха-Якутия лишили квартиру. Охрененно. Человек СФОшник, ему подарили квартиру за то, что он там был на СВО, и потом его лишили. Классно, да? Хорошо сходил он, блядь. Что делать с детьми? Да, вот, что делать с детьми? Вопрос возникает, что делать с детьми еще, блядь. И самое интересное, блядь, самое интересное здесь, вот это будет канитель. Те, которые сходили на войну, у них уже есть дети. Есть жены, ну, которые, ну, вот, мы же все-таки верим в Аллаха, будут там люди, которые не сдохнут за эти 3 года. Прикиньте, будет такие. Наши же деды в 41-45 вернулись с Германии. Вот мой был дед в город Гера, Германия. Второй, отца, да, дед. А дед из Башкортостана был на конной, я всегда говорил, да, конной артиллерии, тоже на стороне где-то Украины, где-то там, ну, тоже, где-то тут что-то был он где-то тоже. Был ранен и так далее. Куда он доскакал, я не знаю, на лошадях. В итоге, они были тоже тут, примерно, да? Но они же вернулись, блин, в полном адеквате. Если бы они в полном адеквате не вернулись бы, наверное, мы бы не были бы, наверное. Они бы, наверное, в психушке лежали бы туда-сюда, стафируллах, что-то в этом роде. Но они же вернулись нормально. И там тоже вернуться вроде бы нормальные. Но самое интересное, что у этих нормальных, которые вернутся, будет семья и так далее, дети у них уже есть, да, которые встречают. Как будет относиться общество, когда мы уже туда придем, как будет относиться общество вот этим дятлам, которые сходили? Там будет разговор такой. Сина Атин, или там кто-то там, дядин, или там дедушка ездил же на СВО, да? Они же убийцы. Ты, значит, получается, сын там или дочь убийцы. Вот эти разговоры будут возникать, понимаете? И эти разговоры будут пресекаться пока вот это дискредитация туда-сюда пока есть. Но в дальнейшем, когда мы уже будем подходить к этому моменту, оно уже не будет пресекаться. И что будет? Война будет. Внутренняя война будет. Из-за того, что они будут знать, что они были убийцами. Их отцы были убийцами. Это дети убийц. Охеренно, да? Авторитетно, наверное, да, это будет? Но это же, блядь, не из той, блядь, части, блядь, Безрукова, бригада, блядь. Не из этой категории, блядь. Это из той категории, где будет, так сказать, ясно понятно, что не фашисты напали к нам, а вот эти
Московские нацики напали наоборот, да ведь? И вот и после этого мы будем понимать, что будет внутренняя борьба между башкиртами, татарами и так далее, и так далее. Дичь будет конкретная. И вдобавок еще что? К нему, конечно, подтянется нацизм русских. Русский нацизм, он же сейчас в свете, он цветет сейчас, блядь. Тут даже никакие там розовые революции не нужны, Майданы не нужны. Оно само пук и вспыхнет. Ничего не нужно, блядь. Даже мы не нужны здесь. Каждый день будете морду квасить друг другу. Каждый день, блядь, квазимода будет, блядь. Каждый день, блядь. Там убили, тут пырнули, там изнасиловали, тут в рот надавали. Вот это будет каждый день. Каждый день это будет у вас, блядь. Как мне где-то, грубо, месяц назад, да, пусть скажем, я уже где только не шароеблюсь, да, месяц назад пусть так будет. Был разговор такой, с близким человеком. Он мне сказал, вы думаете, говорит, после войны вернуться? Ты, говорит, не думай. После войны тебе нельзя вернуться, говорит. Я говорю, а как, а что? И вот он обосновывает свою сказанную речь. После войны, говорит, будет полностью зачистка, блядь. Зачистка будет, подчистка, блядь. Если мы к этому моменту, я пока таким моментом я точно не верю, мы не прибудем, мы не успеваем никак. И вот после военных действий будет зачистки. Зачистки именно такого момента, что кто что делал, как это все было, кто ходил, кто не ходил, кто где. Вот эти моменты будут. А это такая тема, оказывается, в прошлом, во время СССР там была. Это что называется? Это после 1945 года шла зачистка вот этих сталинских репрессий, когда он отправлял по домам искать, так сказать, нахуй каких-то ебаных придуманных предателей. Искали предателей, ловили, даже если кто смотрел, татарский клип есть. В татарском клипе отца, многодетного отца забирают куда-то. Нахуя забирают, непонятно. Я даже в дальнейшем тоже не понимал, о чем. Вот примерно сейчас, если сопоставлять вот этот клип татарский, когда забирают отца, забирают именно вот как раз-таки вот такие ебаные нахуй, красноперые нахуй. Краснота это. Красные звезды, так сказать. Московское болото. Забирает вот таких людей, которые что-то там, что-то не так сделали. И этот клип как раз обоснуется на этом. Дети остаются, отец в тюрьме, а мать у разбитого корыта с детьми. Вот это вот. А тут у нас будет такая же тема, только чуть, так сказать, СВОшная тема. Только СВОшники будут там тусить, убивать, а подобие нас, людей, будут хватать. Вот это он мне донес. Говорит, ты, говорит, не спеши. Если Путин уйдет, и ты вернешься, и будет чики-пики, ты, говорит, не думай. Это не будет так. Не работает оно так. А вы понимаете, как он мне пытался открыть глаза? И я думаю, он открыл как раз-таки. Это пример, это внушительный пример еще был. Внушительный пример. Что ты, говорит, полакаем. Вообще не думай, говорит, нахуй, в ту сторону идти. Потому что не в том смысле даже, что там я веду эфиры. Нет, не в этом дело. Именно дело в том, что это будет доебывание до всех, блядь. Даже для тех, которые не выходили. Вы будете там, но вы будете другими.
Потому что с СВО, который придет, он придет солдат. А вы дома сидите. И вот это доебывание будет и до вас. Потому что это будет зачистка. Так сказать, блядь, ну, так сказать, для русской идентичности. Будут искать крота, блядь. Крысу будут искать, так сказать, среди населения. Вот это он мне пытался донести. Вот эта тема будет. Если эта тема в реалити-шоу, вот, как мы вспоминаем, 45-е года, будет, как при Сталине, это будет писец. Это будет, так сказать, каторга. Но сейчас каторги нету, это русская тюрьма, она такая же, каторжная. Куда-нибудь, блядь, в этот отправят, в Воркуту. Вот, и вешайся потом. Где этот сидел, черт? Навальный. В жопе мира где-то там, блядь, сидел. Вот примерно вот такая вот дичь и будет. Поэтому я считаю, что нам такую вот, ну, опасную игру, да, ведь вошли мы в очень опасную игру, что вляпались, не понимая оконцовки. А те, которые на верхушке, Хабировы, там, в виде всяких вот этих чертей, Минихановых, там, или Кадыровых, или всяких, блядь, еще уебков каких-нибудь там на региональных, так сказать, началах. И эти пидорасы, получается, блядь, ну, так сказать, тоже будут до какого-то момента и потом меняться. Меняться они будут, но этот обмен тудым-сюдым будет или лоб пуля им, блядь, будет, потому что больно сильно дохерно знают они. Или будет просто повышение куда-нибудь там, московское болото у них будет. Примерно так. Чтобы не мочить их сразу, а туда, поближе, блядь, нахуй. Култовастана. Под крылышко, так сказать. Под мышку. Присобачат их. Чтобы вдруг, блядь, приспичит нахрен, блядь, кому-нибудь что-то вытворять. А их они поменяют. Почему? Потому что им нужны будут новые. Нахрена им вот это, то, что они всю грязь, они поняли, то, что Москва нечестно поступает и поступила. Это все они узнают, и этот момент для них, ну, как бы, захочется как-то, наверное, перед народом как бы отработать свое. Ну, и в этот момент Москва их просто сменит. Это я к чему я это говорю? Хабиров и Миниханов висят на волоске. Потому что под них уже тоже что-то капает. Хорошо капает. Плюс Кадыров. Кадырова уже тоже лапти готовят. Лапти готовят для него. Сразу просто куда-то ликвидация, зачистка, и все, приходят лапти. Примерно так. А в Дагестане там, блядь, тоже своего поставят, там менять некого даже. Так там так и так непонятно, кто сидит. Ну, явно дагестанцы не поставят. Или поставят прям конченного какого-то манхурта в виде имама ихнего. И все. Вот тебе, блин, вуаля будет. Поэтому наша задача проснуться сейчас и сказать своему народу, что без башкортлар, татарлар, Дагестан, чеченлар, нахчилар, что мы есть, вот мы есть, блядь. Может, я один пока. Я один, но с нами, я считаю, что есть еще люди. Я за Урал, так сказать, за Уральские горы, за Урал, короче, да? За Поволжье. Эрзя, Мокша, Кавказ, мне разницы нет. Вот за все вот это. До Якутии, до Сахалина, до Японии, в конце концов.
Но вот этот, чтобы прогресс шел, блин, с нами и за нами, в одну дорогу, в одну месте, чтобы мы шли в одну ногу, нам нужно что нам нужно? Нам нужно сейчас к этому моменту подготовиться в любым пониманием. И денежном эквиваленте, оружие и люди. Чтобы мы могли конкретно сосредоточенно уже к этому моменту, ну так сказать, хотя бы не физически готовы, потому что физически мы не сможем готовиться, потому что у нас негде физически готовиться. Хотя бы морально подготовлены были, чтобы на любой полигон прийти, в дальнейшем прийти, подготовиться уже нас как бы каким-то стрельбищем и так далее, и так далее. И потом уже вуаля, готовые, мы уже пойдем хоть куда нахрен. Ну, наша цель Москва. Нам нахрен ничего не интересно, блядь. Наша цель Москва должна быть. Там ни газа, ни Сирии, нам нахуй они не нужны в данный момент. Нам надо решить свою проблему. Сирия сама свою проблему через этого решила же. Ахмад Шаара через Шаара решила? Решила. А мы когда решим свою проблему? Примерно так. Да, мы можем попросить, допустим, и сирийского правителя, и в дальнейшем еще кого-нибудь. Но они могут сказать: а вы же к нам не приходили помочь? Или там скажет: ну, потом оплатите нам чем-нибудь. Окей, поможем. Вот так примерно. Но, как в одно время всегда казахи говорили, вам надо, как говорится, самим подняться сперва. Нам самим нужно собрать войска. А потом уже как бы на подмогу, как я всегда говорил, казахи придут. В стороне не останутся, если на нас какая-то попрет этот хрень из Москвы. Поэтому я придерживаюсь все равно вот этого момента, что мы все равно мы должны весь вот этот процесс сделать не как Кашапов говорит, да, там в Турцию подождем, мы Турцию подождем, Турция поможет. Нет, никто не поможет. Вот как сейчас, вот вы понимаете, как я прохожу этот трехлетний этап моей жизни? Вот за сколько времени я ищу инвестора. Я говорю: давайте мне хотя бы один казан купите, я ищу инвестора. Вы видели же, сколько эфиров я провел. И один только чувак сказал: давайте поможем ему, кто-то написал. И то он был казахом, как я понял. Ну, тоже, короче, тишина потом. После этого думайте, да, если я на гражданке, пока не военные действия у нас проходят, на один казан не смог набрать помощи, потому что у меня такая ситуация сейчас была, ну, так сказать, тяжелая. Это вот это лето пройденное. И хотел я начать это действие, там, допустим, кое-где. Но после этого и думайте, кто нам поможет, чтобы мы сделали войнушки против Москвы. Если мы сейчас друг другу не смогли помочь, вот, это, понимаете, это, по идее, проверка проходит. И меня, и вас, и всех других. Что если я здесь не могу просто понадеяться, чтобы один казан взять, всего лишь 350 евро, то это я такой пример привожу я вам. Ну, как бы от темы не отходим. А тут, получается, идет вопрос оружия, боеприпасов и каких-то там обучений и так далее, время, процесс, место.
Где тут помощь? Где тут помощь, блин, людям, которые хотят воевать против Москвы? Где тут помощь? Кому мы должны надеяться? Только на Аллаха, одного Аллаха. Но Аллах нам как бы физически какие-то вещи он не может дать. Вы сами понимаете, да ведь? Физически что-то. Получается, нам он должен дать только причину, которая даст нам эти физические вещи. Будь там европейцы, или там американцы, или тот же Нетаньяху, допустим. Любой кто-то должен нам как бы обеспечить своим, так сказать, каким-то кролом, да, оружием. Любого нахрен поражения. Не как дрочила, блядь, Украины 3 года, блядь. Ой, туда не стреляй, сюда можно, сюда нельзя, блядь. У нас не будет такого. Возвращаясь к тому, что у нас нет хозяев. Мы не будем никого слушать, поймите. Если нам, получается, кто-то выдаст на время, так сказать, попользоваться, так сказать, каким-то оружием, получается, мы его берем в долг. И когда мы забираем свои республики, мы возвращаем этот долг им, проблем нету. Скинулись, отдали. У нас ресурсов херово туча, блин. На всю оставшуюся жизнь земли этой хватит нам, этих ресурсов. И никуда оно не денется. Оно, как говорится, Аллахом уже обеспечено нам до тех пор, пока Ахразаман не будет. Конец света пока не будет, мы обеспечены, поймите, оно никогда не закончится. Мы закончимся. И это недолго, да? Наша жизнь недолго это. Это быстро там, до 100 лет и все. А Ахразаманга мы не знаем, сколько веков еще осталось. 100, 200, 500, 1000, мы не знаем. Поэтому мы в первую очередь, наверное, должны поддержку научиться делать, мне кажется. Вот здесь людьми разными знакомишься, видишь, да, ведь и осознаешь, что не только, оказывается, я это понял, что есть даже тут люди, которые говорят мне, что мы поняли, говорит, что в местном населении, допустим, которые здесь уже как бы обосновались, живут, от них нет помощи, хоть и они наши. От них нет помощи, никакой помощи, даже просто какую-то информацию им сказать, им жалко. Не говоря о том, что мы у них там зимой снега не выпросим, не дадут. Снег зимой не дадут. Поэтому, значит, получается, у нас, так сказать, внутренняя бредамлик, ну, это совместность, близость, так сказать, вот это у нас не работает. Мы не помогаем друг другу. Не говоря то, что там ради Аллаха, там, и там, да, ради Аллаха, это, наверное, для них будет это вообще там перебор, дорого. Дешево просто, за спасибо не могут помочь. Не ради Аллаха, а за спасибо. Просто спасибо. А ради Аллаха для них будет это вообще там судорожно дорого. По их мнению. Помощь имеется в виду. Помощь, просто помощь. Блин, моральная помощь. Ну, помощь же бывает, как бы, само собой, и физическая, может, и моральная, и так далее. Но имеется в виду тут именно про моральную помощь. Моральная помощь. Вот, допустим, ты в другой стране, тебе надо помочь. Ты, там, допустим, узбек. Должны узбеки помочь. Там, дагестанец помочь. Нету этого. Почему, блядь? После этого что мы хотим? После этого что мы хотим, блядь, там, чтобы мы накопили, блядь, на оружие? На какое-то? Хер с два. И тут, вспоминая Украину, мы можем сказать, украинцы, если что, донатят на свою армию. Только вот некоторые там шайтаны какие-то донаты не доносят, мне кажется, там, как и в этой Z-группе. И в Z-группа вся донаты копит, как Оскар района.
куда-то перемывает бабки. В оконцовке говорят, этого не хватило, этого не хватило. Ну, само собой, не бывает что-то хватать. И в итоге, получается, даже на этой войне они пытаются заработать какие-то деньги. И имея вот эти волонтерские движения свои. Помощь, помощь, помощь. Ну, если ты помогаешь, значит, помогай так, беспристрастно к деньгам. Как-то так. Курите траву, ешьте мухомор и уходите в горы или леса, тогда будет и не надо питаться негативом. Отшельником быть надо, а это сложно. Хайли киш туган. Я могу вспомнить и про Японию. Мы не ценим главного. Ну, покуда живо человечество, всегда будет войны. Ну, это навс. Это наш навс. Пока мы не избавимся от своего навса, это будет всегда. Это навс. Но понимая о том, что, допустим, мы мусульмане, если мы мусульмане, мы должны бороться своим навсом. Не бороться войной, а мы бороться должны своим навсом. Когда мы свой навс уничтожим, внутренне каждый человек уничтожит свой навс, вот только тогда мы сможем баларга бердам. Бердам болганда, вот бердам, не могу вспомнить это слово, взаимный, да, взаимность, наверное, по-русски. Вот это. Вот это будет у нас, знаете, как скачок, так сказать, нонсенс, да, как это говорят, новый скачок, такой мощный новый скачок, который даст, так сказать, прогресс, наверное, мощнейший прогресс, ближе, ну, так сказать, само собой, мы станем ближе к Аллаху, там очень близко к Аллаху станем, что мы преодолеем этот самый ничтожную вот эту тему нашу навс. Навс, которую нас сжирает внутри, по идее. Допустим, наше ожирение, там, наше ненаедание, недоедание, или там нам не хватает, как нехваты. В армии нас нехватами называли. Когда нам жрать не давали, мы понимаем, что становились нехватами. Если мы нехваты, какой тогда? Нас не кормили, да, в армии нормально. Нехватами потом становишься. Ну вот из этой категории. Поэтому, чтобы не быть нехватами, нужно научиться нам бороться навсом своим. И потом только мы сможем, так сказать, вот всю вот эту систему перестроить под исламские законы, там, под исламскую тему. Как бы не в том смысле, сейчас половина людей скажут, блин, опять какой-то исламский халифат или что-то в этом роде пытаетесь сделать. Нет. Мусульманская страна это однозначно. То, что там пресняки, там прессовки того, что там, ой, так делай, это так делай, этого само собой не будет. Жизнь будет такая, как бы цивильная, и в то же время только в исламе. И это будет нормально. Потому что, допустим, вот я сейчас, допустим, в такой странной стране, где они в прошлом году, что ли, мне сказали, что Коран сжигали. Коран сжигали, понимаете? Это полнейший пиздец здесь. И вот, получается, вот наша, ну, так сказать, ситуация довела нас до этих земель. По идее, блин, нам нахрен они не сдались, блядь. Мы им не сдались, по идее. Но система Европы одна, и поэтому как бы они принимают там 1956 или 59 года принимают беженцев. Ну, явно, конечно, до 1500 какого-то тоже были беженцы уж 41-45 годов были, еще раньше были и так далее. Беженцы были всегда. Ну, закон
закон беженский, наверное, они приняли вот в тех годах какой-то, да? До этого, может, он был не в законе какой-то, по-другому. Поэтому мы должны исходить от того, что мы сколько будем мозга делать на границе, точнее, блядь, на границе, за границей чужих земель, если наши земли, блин, живут в страданиях. Наш народ живет в страданиях и так далее. Сколько мы можем, блядь, вот это, ну, терпеть 100, 200, 300 лет? Или все-таки мы скоро пойдем уже на Москву? Сколько мы будем это терпеть? Очень тяжелые моменты. Вы знаете, сколько погибло детей, когда Украина била Донбасс? Ну, погибло, не знаем, ну, дофига и больше. Ну, самое интересное, это тоже, конечно, мы остановились на 700, я не верю, конечно, может оно еще увеличилось. 700 тысяч детей, нахрена? Я всегда это говорил вам, напоминаю, нахрена забрали Украину 700, точнее, с Украины 700 тысяч детей забрали в Россию. 700 тысяч детей, понимаете, 700 тысяч, 700 тысяч. У меня в голове, блин, фигово становится 700 тысяч, когда я слышу. Может оно больше, может оно меньше, мы не знаем. Ну, главное, 700 тысяч. Куда нахрен они их пихнули, блин? Так и так в России они, как сами говорят, нищета. Куда они дели этих детей? Каким долбоящерским семьям их раздали? Кто их забрал? Как они живут? Как они растят? Сори. Полный дурдом. 700 тысяч. Нет, блин, сказали бы хотя бы 70 тысяч. А тут 700 тысяч. 700 тысяч при живых родителях. При живых родителях дети изгои где-то. Захваченные дети. Рабы, так сказать. Ну так вот. Да. Вот вы что можете сделать для своей страны? Какая ваша страна? На Украине такие же будут. Психология. Но мы из Башкортостана. Но что мы хотим сделать? Да, бабушки, которые отдали свои годы во время Второй мировой, ищут еду в мусорках. Не говорите, вообще это деградация, пипец, мне прям херово становится. И в тот день я фишку такую нашел, ну, как нашел, эта фишка как бы здесь, в Европе это нормальная тоже. Короче, здесь есть, получается, я вам в ТикТоках, помните, грузил в прошлых годах, в Фудбанке, да, в Америке Фудбанк называется, а так здесь называется во Франции называлось главное, здесь я не знаю, есть или нет. Еду раздавали, помните, я вам видосы снимал всегда, за едой поехал, сюда поехал, туда поехал. Вот, насчет этого здесь как бы, или они выкидывают на мусорки, хорошие мусорки, или ты идешь вот туда в Фудбанк и собираешь, короче, как беженец. Еду тебе дополнительно дают, там деньги дают, еще еду дают, да, ведь в итоге как бы помощь, да, вот особенно во Франции это как бы интересно было, мне понравилось. И вот, и такие моменты в России не сделаны. В России не сделаны такие моменты. Почему? Ну, я считаю, чтобы принципиально, так сказать, принципиально, чтобы люди, ну так, задроченные так, чтобы они только зарабатывали.
Вот система так сделана. Или ты там зарабатываешь, или ты воруешь. Все, посередине ничего нету у них там. Или воруешь, или зарабатываешь. Все. И поэтому как бы вот эти фудбанки, там, раздача бедным и так далее, нету развития. Нету. Почему? Потому что государство не хочет поддерживать. А здесь государство поддерживает. Здесь государство поддерживает, понимаете? И самое интересное, я вам скажу, когда я вам забирал, я тоже разные видосики снимал, и в ТикТок, и больше, наверное, там говорится о чем? Не только беженцы забирали эти продукты, и те тоже, которые лежат на каких-то, хрен знает, больничных или на какой-то дичи, короче, местное население тоже забирало эту еду. Не поверите. Вот то ли у них зарплаты низкие, то ли что. Ну, короче говоря, местное население могло забирать эту еду бесплатно также. Поэтому нужно понимать, что здесь обеспечение идет даже семьям, которые не касаются там какой-то, ситуации какого-то канала или там или что-то в этом роде. Вот, примерно так. Забирают, так сказать, пофиг, беженцы или с Украины, или не с Украины, разницы нету, хоть кто. Вот все они были обеспечены. Ну, как мне говорили во Франции, социальная страна, короче. Ну, вот, не знаю, в Бельгии дают или нет, в Германии давали, Каритас называется. Здесь не знаю, что дают, не знаю здесь. Короче, вот так вот. Ситуация такая. Короче, Туганлар, я с вами 3 часа, уже 2,5, короче, время. Я, короче, наверное, пойду, потому что меня что-то в один момент я поймал себя, что меня рубит. Короче, будем, наверное, Туганлар, завязывать эту тему. Я с вами 3 часа 17 минут, если это правильно показывает. Вот. И такие непонятные разные темы обсудили, но много еще что можно было бы делать, но меня уже вообще глаза рубят, короче, меня не могу. Я вижу, что мне кажется уже меня этот колбасит. Пойду, потому что я все-таки не дома у себя, все-таки мне надо пойти и приземлиться, так сказать, уже поспать. Больно поздно начали или что, как это произошло у меня вообще сегодня. Да, поздно вышел. Поэтому, Туганлар, всем спокойной ночи. Кому-то, может, уже доброе утро. Так. Вот, да, там хранится череп Наиба имама Шамиля. Вот. И его череп, и, считай, Кенесара хана голова хранится. Это просто дичь какая-то конкретная. У меня такое чувство, как будто, знаете, как отдали, короче, ну, как американцы или европейцы кому-то там отдали, да пусть у вас полежит, типа. Вот примерно так, понимаете? И до такой степени страны и там, само собой, мы-то внутри, само собой, ну, Казахстан или там другие тоже, как будто бы отдали там большому, как это, дяде большому, так сказать. Да, пусть у тебя в музее полежит. Зачем нам он? У тебя пусть все-таки, типа, Москва же большая, там, пусть у тебя побудет. Вот как будто вот такое одолжением это лежит, понимаете? Вот так только можно это понимать. Как будто какое-то одолжение кто-то кому-то сделал и отдали эти вещи, понимаешь, что у них лежат, блядь. Да они были спизжены, украденные, понимаете? Вот в чем прикол здесь. А не так, что было какое-то одолжение или что-то, блядь. И теперь эта хрень они не могут обратно забрать. Вот в чем прикол.
Потому что достояние этих, блядь, московских болотных, блядь, крыс. Достояние. Потому что они все классные вещи, так сказать, нужные вещи, они все себе достояние сделали. Не спрашивая о том, что оно твое вообще, не твое, блядь. Ну так. Они побегут в Китай. Ну, в Китай, если они побегут, я думаю, вот как раз вчерашняя тема, и вчера я про уйгуров в ТикТоке говорил, будет уйгурский, так сказать, вариант будет. Уйгурские катаклизмы будут. Если они туда чукнут, допустим, да, но нам придется точно идти уже как бы войной на на Китай, на уйгурские территории. Вот только так будет. Другого варика нету здесь. Вообще нету. Если они чухнут. Извиняюсь. Короче, Туганар, будем закрываться. Меня конкретно колбасит уже. Чтобы я уже дошел до своей койки, короче. Умбишка 15 человек сидит. Рахмат. За поддержку, за комментарии. Особенно Мухаммаду и Тулену. Всем, кто тут поддерживал, плюс-минус. И всяким вот этим чертовым, блядь, русским, татарским дебилам. Непонятным, блин, позорище наш народ. Говоря, что он русский, блин, принципиально, да? Это явно, короче, он, может, сам и был русским. Может, и не татарин. Или просто манкурт. Прям зловоние манкурта было здесь. И сеансов тогда, Туганар, будем тогда закрываться, как говорится, на сегодня. Надеюсь, этот эфир загрузится. Это не ТикТок, чтобы потом его выкачивать. Так, у нас который час? У нас сейчас время 2:30. Или при этом они нас считают дикарями? Да, вот именно. Вот именно, да. Да, ассалам алейкум, валейкум ассалам. Спокойной ночи. Потому что меня вообще зарубило. Без обид. Короче, будем в трезвом уме будем говорить, а то скажут, какой-то алкаш говорит. Чтобы так не говорили. Ну, главное, что, как все говорят, лайк, подписка. Ну, максимально распространите. Максимально. Ну, и самое интересное, если кто тут есть близок, так сказать, с Русланом Айсином и Русланом Габасовым, я жду их эфир со мной. Вот я их, как говорится, хочу послушать и перед вами задать им вопрос, на что они способны и как они будут уже говорить при вас, при мне, при всех, так сказать, их эфир, мой эфир. Вот хочется с ними вот погутарить, чтобы конкретно понять, на что они вообще способны, к чему они идут. Верующие или как они вообще? Идем мы, не идем вообще? Вот этот вопрос, понимаете? Сколько можно избегать друг друга? Вроде бы все свои. Так что вот, например, такой разговор. Хотелось бы с ними сделать. Вот эфир такой. Там, определенно на какой-то день договориться и выйти на эфир. Не так, что на 5 минут там, а вот конкретно там на часа 5, там 5 часов выдержим друг друга или как? Или сразу на 3 буквы друг другу пошлем. Вот примерно так. Я готов с любым, с кем вы можете меня направить, да, с ними эфир сделать. Я готов с ним будем эфир делать. Вот так. Пусть это будет, как я и писал им в комментариях, дебат-эфир. Дебатировать будем, именно дебат-эфир пусть будет. Не просто эфир, а именно дебаты будут. Почему? Потому что вы можете сказать, там, противники дебатируют туда-сюда. Нет, вот именно мы именно противники в данный момент. Почему? Потому что у нас много вещей не сходятся, а многие какие-то сходятся. Но многие то, что сходятся, они не доведены до ума от них. У них очень так слабо поднимается каждая тема. Очень слабо.
Она вроде бы классная тема озвучивается, но оно не идет к... Вот, понимаете, вот бывает так. Допустим, есть посредники, да? Вот я вам приведу пример уж и будем закрываться. Есть посредники в любом деле. Допустим, мне надо поступить в университет. Есть посредники. Они знают ректора. Они ля-ля-ля, короче, бла-бла-бла. И все. Они подходят, говорят, все, мы договорились, ты идешь, говоришь свою фамилию, и ты уже все. Тебя взяли. Вот тут то же самое, понимаете, когда идет речь тех людей, с кем, допустим, нужно говорить, нужно с ними не в том смысле, что я какого-то что-то себя там, мне не надо это поднять, не поднять, как этот постоянно Руслан Кутаев прикалывается. Я не хочу, говорит, рекламировать, но я вам говорю, говорит, вот то же самое. Мне не надо эта реклама, пафос, вот эта дичь, вот это нахрен мне нужна. Я и так могу сидеть, говорить сам, как говорится, сам на, так сказать, в одиноческом эфире. Просто, когда у них есть какая-то аудитория, плюс моя, пусть маленькая, но альхамдулилля, и Руслана Габасова, пусть даже Руслана Кутаева, да хоть кого там, всех Русланов давайте соберем, хоть кто. Речь должна быть именно в том ракурсе, чтобы мы могли дискуссировать для общего понимания, Не так, что мы соревнуемся, у кого больше подписчиков или так далее. Мне это нафиг это не интересно. А именно интересно, что произойдет после того, как мы проведем этот эфир. Вот в чем прикол. Вот в чем прикол. Вот этот самый момент наш, который будет решающим, может даже. Пойдем мы, в конце концов, воевать или нет? Или мы будем также бла-бла-бла-бла-бла. Шундыхаль. Закрываюсь тогда. Все. Пойду спать. Спокойной ночи всем. Спокойного утра. Короче, guten Morgen. Ассаламу алейкум.